Рассказывай вообще, как вот начала кататься на велосипеде. Ну, вообще я начала в детстве. Ну, как и все, да. А так. Да, это знаешь, как я обычно смотрю подкасты, у одной клиники психологии и, наркомании. Там приходят, такие бывалые наркоманы, и врач у них спрашивает, типа: "Рассказывайте, с чего все началось?" Типа: "Как вы начали употреблять?" И там всегда один и тот же заход, типа: "Все началось в детстве". В общем, у меня во дворе ребята катались на велосипеде. Вот, я на самом деле очень поздно начала, вообще научилась кататься. Наверное, мне уже практически 10 лет было. Ну, то есть обычно дети прям совсем маленькие уже умеют. Ну, дошкольники, либо первый класс, вот. И, я попробовала, взяла первый раз у соседки Мгм, велосипед, и к вечеру я уже спокойно на нем ездила. Вот. У меня не было вот этого этапа четырехколесный велосипед или мгм, трехколесный. И удивительно, но мне кажется, к концу лета или, уже на следующий год, наверное, на следующий год, когда я заканчивала 4 класс, по-моему, там выпускной у ребят происходит, типа ты заканчиваешь началку, я возвращаюсь домой, такая... Я вообще не отличница, поэтому это был удивительный факт, но у меня ждал подарок дома, мне подарили велосипед, очень классный. Ну, то есть это необычный велик был, а, там была амортизация а, задняя. То есть в заднего, переднего. условиях А передней откуда? я не помню. Это ты где была? Ты жила? Короче, что? Где жила в это время? Я жила в Ленске, в Якутии. Ну, то есть я там до совершеннолетия, собственно, жила. И Мгм, мне приходилось кататься по бездороге. Я жила в отдаленном поселке от города, единственном, микрорайон Северный называется. И как бы в микрорайоне еще есть тротуар. Вот, если ты хочешь с микрорайона до города доехать, то там типа жесткая бездорога. Поселок находился на горе Шаман, то есть надо с горы по камням, вот это вот все. И А мне как? кажется, без амортизации у меня не было бы столько любви к Да. велосипедному спорту. А рельеф там у тебя, получается, серьезный, да, был? То есть, Ну да, то есть там был набор, рельеф, камни, бездорога, машины. То есть меня вот эта дорога от микрорайона до города закалила, мне кажется, мгм, еще вот с 10 лет. Я, конечно, не сразу начала ездить в город, мне вообще не разрешали, я делала это тайно. мгм. И там сначала надо по бездороге было доехать до ГАИ, то есть это А сколько микрорайон даже не километров? в городе был. Если сейчас посмотреть на картах, я думаю, немного, но на автобусе там вообще минут 25. На велосипеде, может быть, еще меньше. Но сложность в том, что там спуск с горы, бездорога, потом доезд до ГАИ. То есть это даже не в Ленске микрорайон находится. Потом спустя годы табличку убрали, передвинули ее за микрорайон, типа северный все-таки в Ленске, но на самом Мгм, деле нет. И потом от ГАИ мимо кладбища нужно было проехать, потом от кладбища уже только потом начинался город. То есть вот такая обычная для меня в детстве была дорога на велосипеде. Вот там я приезжала к своим друзьям, там практически никто не катался. Я, наверное, одна была такая заядлая катальщица до сих пор. Вот пока уже в взрослом возрасте не нашла себе этих, ну, кто разделяет со мной хобби, мгм, единомышленников. Вот. Ну, а так, да, мне приходилось много ездить одной, мне нравилась это такая медитативная практика, я бы сказала. мгм. Ну, то есть, польза велосипеда в том, то, что он дарит различные позитивные гормоны, эндорфины, Ну да? да,
Я думаю, да. И внутренний потенциал, когда есть какая-то гиперподвижность, там какой СДВГ, то это очень хороший инструмент, чтобы А получать у тебя впечатление. есть он, да? Ну, я думаю, да. Если я не сидела у себя в микрорайоне, просто 5 минут я уже мимо кладбища еду в город Мгм. получать впечатление. Мгм. Вот, наверное, есть в этом что-то. Так, а какой вопрос у тебя был вообще, когда начала, а Ну потом... да. И вообще, после этого как ты уже, может быть, забросила, да? Сколько лет прошло, а, и почему ты снова села на ну, был велосипед? такой момент, что вот я ездила на этом велосипеде, наверное, вот до совершеннолетия, может Прям, быть, нет. прям до 18? Ну, может быть, до 15 лет, да. Вот, потом был какой-то перерыв, я занималась другими видами спорта, такими как бег на стадионе, потому что Мгм. все-таки на велосипеде сложно. В Якутии очень, ну, дорог хороших не было. Ам, Это же Ездить хорошо. особо не с кем было. Ну, то есть у меня были какие-то маленькие дети соседей там с первого этажа. Кстати, они были детьми тренера спортивного по лыжам, по-моему. Вот они тоже были такие велосипедисты, но они любили просто, я не знаю, врезаться в друг друга, ну, такой, или с горы спускаться, там, вертикальный, Мгм. ну, что-то такое. Это, конечно, не про походы история, не про соревнования, вот, но, в общем, наверное, без компании и без соответствующих условий сложно оставаться в каком-то спорте. Вот. Ну, то есть, если мы И смотрим, да, на велосипедистов, которые покупают велосипед, то необходимо знакомиться с другими велосипедистами, находить свой круг общения, может быть, какие-то маленькие группировки, либо входить в чат. У нас вот небольшая интеграция, чат ВелоУКТ, там уже 950, что ли, человек. То есть 1000 вообще была уже, но мы удалили всяких спамеров, флудеров. 900 мгм. оставалось, сейчас снова 950. Ну, к лету, я думаю, 1000 человек будет. Так что у нас сейчас вот самая такая большая группировка. Если взять некоторые московские чаты, то у нас даже больше людей, ну, по количеству человек. Мгм. Ну, Это в Якутске? это в Якутске, да. Ну, плюс еще там ближайшие районы тоже. То есть с Покровска, с Намцев, там с других, Удана. Много есть велосипедистов, которые с разных районов, и они у нас в чате тоже сидят, в том числе. Интересно. Ты в каких-нибудь чатах сидишь? Да. Вот я немного продолжу, чтобы это была какая-то связанная история. Скажем, после перерыва, Мгм. когда я училась уже в университете, может быть, там на втором-третьем курсе я задалась вопрос, ну, у меня были какие-то сложности с самоопределением, кто я, что мне нравится, ну, переоценка своих интересов шла, наверное, у Мгм. человека. И я прям конкретно задалась вопросом, что я люблю в этой жизни, ну, что мне интересно вообще как человеку. И я пришла к мысли, что вот то, что мне нравилось делать в детстве, вот что я делаю, да, если бы мне запрещали, я бы все равно это делала, скажем так. Я такое условие сделала. Я поняла, что это велосипед. Вот, я пошла в магазин, купила себе велик просто на следующее утро. А И что за с велосипед? тех я взяла горный велосипед. Это было в Новосибирске. Ну, то есть это город-миллионник большой, Ну там да. много Мгм. дорог. Кстати, не очень хороших. Новосибирск не может этим похвастаться, что там нету Поэтому ям. горный. Да, я взяла горный велосипед, и мне очень повезло. Мне друг, там можно было зарегаться на сайте, и регистрация этого магазина, Триал Спорт, по-моему, называется Мгм. магазин, Мгм. они давали скидку 40% на вел. Ну, то О, есть ничего это себе. просто очень много. То есть у меня там был бюджет какой-то, и ну, то есть я смогла себе позволить серьезно вел, там у меня было что-то 9 скоростей, там М. 3 или 2 передних, задние 6. То есть Мгм. такого роскошного велосипеда у меня еще не было личного. Мгм. Вот, поэтому я была фантастически А рада. какой фирмы, помнишь? Очень сложно сказать. Горный велик из Триал Спорта.
Ну, Мерида, GT. нет. Ну как, я могу сказать, что это был не МТБшный руль передний, просто вот, ну, как горный. М, мгм, И были скорости, вот, синенького такого, темно-синего цвета. И что произошло дальше? Я вообще с удовольствием ездила в Новосибирске, ко мне даже стали присоединяться друзья, уже, ну, в осознанном возрасте кто-то тоже к этому пришел. Моя лучшая мгм, подруга меня поддержала, я удивилась, она там взяла велосипед мужа и каталась со мной по ночному Новосибирску. И я видела стайки велосипедистов, там уже как бы город-миллионник, там эта мгм, индустрия более развита, тем более спустя вот десятилетия. мгм, А, ну, это было интересно. То есть мне хотелось к какой-то группировке присоединиться. мгм. Я уже знала, что в соцсетях там где-то ВКонтакте есть чаты, а, что есть такие направления, как когда ты ездишь без скоростей. У тебя на велосипеде нету скоростей. Фикс, И ты фикс. всегда... Фикс, да, Мгм, фиксеры, вот. мгм. Они гоняют на фиксах, велосипедах. Причем ты ранее Есть сказала, то, что в Новосибирске дороги плохие. Ну, и там выборочно. Ну, то есть город М, же очень большой. Можно Ну, вот выбрать какие-то районы, в которых более-менее будет дорога, можно поездить там. Ну, мгм, стандартный такой маршрут. Ну, езди разгуляться. Я даже одно время, то есть если мне надо было куда-то ездить, я ездила на велосипеде. Вот. Потом ближайший год я решила, что я хочу поехать домой навестить друзей, родственников, отправила туда свой велосипед. Потом сама поехала и в Ленске каталась на этом велосипеде. То есть этот горный велосипед был достаточно хорош даже для такой, ну, грунтовой дороги, мгм, вообще без асфальта. Вот, велосипед так и остался в Ленске, потом моя мать его очень успешно продала. Он там, может, 3 года постоял, она сделала объявление, и его через пару часов забрали. То есть он сейчас в Ленске до сих пор кого-то катает. Э, Ну, есть спрос Ну в да, маленьких городах на хорошие вот такой велосипеды. вот. Ну, не думаю, что он был хороший или лучший, но, в принципе, на велосипеды. То есть э, сделать объявление о велосипеде, его через пару часов забрали. Это типа кто-то сидит, мониторит. Ну, то есть прям серьезно Ну так да, у нас вот вообще подошли. в Якутске такая проблема, то что сейчас же санкции и так далее, то есть такие Это был... крупные магазины, это такие, да, крупные в магазинах, там получается уже нету Мирит, GT, там многих таких известных брендов. Хара у нас еще продавался, якутский Кона. Таких брендов уже у нас в Якутске нет, поэтому появляются другие марки, менее известные, типа аналоги, и также китайские велики. И на ту же Илу заходишь, либо доску, и там продаются одни вот эти вот китайские велики. И если м, кто-то выставляет свой фирмовый байк, то высока вероятность, то, что его покупают. Если, конечно, цена не заоблачная. а, Поэтому вот проблема такая есть с хорошими велосипедами. И неудивительно то, что у тебя в Ленске купили. это было до санкций, поправочка. Ну Это, да. наверное, 17-й год, ну, вот что-то такое. То есть, Мгм. как бы Ну тогда еще вот. были, но Мгм. спросик есть, я бы сказала. Мгм. Ну и Вот, вот, потом, получается, ты переехала в Москву, да? не, ну, потом я еще чуть пожила в Новосибирске, взяла Мгм. еще один велосипед. Я думала, Мгм. что у меня будет велосипед один в Новосибирске, другой в Ленске, я езжу туда-сюда, Мгм. поэтому мне нужно на чем-то передвигаться. И вот когда я взяла второй, горный вел, он был подешевле, похуже, но я на нем ездила вообще везде. То есть до университета, до работы, в банк, в магазин. Я просто вешала Мгм. спереди продукты, и я всегда на нем была. Вот до такой степени. Если я А кому-то в там гости хотела корзинка, что ли, была или поехать. что? Не, вообще ничего, я просто на руль все это закидывала. Мгм. У меня не было шлема, я просто такая всегда на велосипеде, вот, просто на М. нем гуляю. М. Вот. Но мне очень нравилось. После чего это как раз был момент, когда я уже, как сказать, в общем, я
ездила по дворам, то есть мне нужно в университет, я бы как бы проехала по пешеходам, по там тропинкам, по дворам. Вот, я всегда мечтала начать ездить по дорогам. То есть мне хотелось большего. Мгм. И в пандемию, наконец мы уже приближаемся к этим дням, я нашла компанию ребят, которые хотели куда-нибудь поехать далеко. Ну, то есть соседний город, например, из Новосибирска до Академгородка. И я такая, блин, мне нужно рискнуть. Но благо это были опытные ребята, они меня отвели в магазин, сказали, возьми шлем. То есть без шлема ездить по дорогам это вообще, ну, Зашквар. как бы да, это слишком опасно. Мгм. А, шлем, ну, вроде кроме шлема я особо ничего не брала. В общем, с шлемом и с велосипедом мы рванули там межгород, потом поход, потом на даче. То есть я наконец-то встроилась в движение с автомобилями и преодолела свой страх благодаря компании других велосипедистов. Вот. Это был один из такой, наверное, значимых моментов в моем Кстати, да, а вот велосипедном. эта потеря страха езды по дороге среди автомобилей, это как-то вообще психологически сказалось на твоей жизни? Ну, я думаю, да, потому что чем ты старше становишься, там, ну, как бы уже взрослый человек, не студент, у тебя есть какая-то работа, и, скажем, у меня нет водительских прав, но мне всегда хотелось, и мне надо. Ну, то Мгм. есть я занимаюсь съемками, и хотелось бы аппаратуру и так далее с собой куда-то портативно возить. Мгм. И до потери страха я пыталась сдать на права, и мне было очень тяжело ездить. То есть куда смотреть, следить, что делать, откуда кто поедет вообще. Ну, когда ты находишься на тротуаре как пешеход, это один ракурс и скорость, и вообще изменение ситуации на дороге. А когда ты внутри потока движения и что там происходит, если ты там раньше сам никогда не управлял ничем, очень страшно и привыкнуть нельзя, поэтому я и до сих пор не могла сдать на права до некоторых пор. И после того, как я преодолела на велосипеде этот страх, я пошла опять учиться, и я уже очень комфортно ездила, скорее привыкала к автомобилю, то есть я знала, откуда будет какой поток, куда поворачивать, куда смотреть, что делать. Ну, то есть страха водить у меня больше нет. То есть и сейчас, когда я в Москве, мы с инструктором Мгм. выехали спокойно на МКАД, типа там, где гоняют 120, и у меня вообще никаких проблем не было с вождением. А ты, получается, ездила по дорогам вначале в Новосибе и потом в Москве, да? Ну, Ну, я среди... училась в Новосибирске, да, и Ага. я так и не смогла сдать, у меня был страх. А потом, получается, так совпало, что вот эта компания друзей, наши Мгм. выезды на велосипеде межгород, э, привыкание к потоку, к дорогам. И после этого я как раз переезжаю в Москву, и там уже повторно иду учиться, и уже не имея страха, я спокойно езжу. А вот какие-то случаи на дороге были, когда водители там неадекватные были? У нас просто в Якутске это вообще повсеместно. Я бы сказала, что вот я оцениваю свой предыдущий опыт вождения как велосипедиста в Новосибирске. И я считаю, что я, ездя без шлема, была неадекватной. Ну, то есть вот сейчас, когда я за рулем или я за велосипедом, если я вижу людей, которые едут без шлема, я считаю их неадекватными. То есть сразу понятно, этот человек, его лучше остерегаться. И куда он повернет, что он будет делать, что вообще происходит с ним, что у него в голове, вообще непонятно. Если я вижу, что человек со шлемом, я сразу понимаю, что вот этот парень знает, куда он едет, как нужно ехать, и у меня с ним проблем не бывает. Ну и, соответственно, когда я ездила без шлема, у меня были конфликты с водителями. Ну, то есть я могла поругаться с кем-то, куда ты поворачиваешь, что ты делаешь, там ты меня пропускаешь или не пропускаешь, что происходит. Но я думаю, это было все по моей вине. М. Ну,
Вот. Ну, получается, а так вот водители сравнения между Новосибом, допустим, и Москвой, такую Я оценку ты не бы можешь сказать, не можешь, да, давать такие сейчас оценки. уже могу. В общем, чуть-чуть продолжу еще раз историю, чтобы это было связано. После того, как я наконец-то езжу на большие расстояния, у меня есть компания друзей, Мгм. мы собираемся в ну, такое длительное путешествие на велосипеде, все собираем, покупаем велосумки, то есть я начинаю знакомиться с вообще велоиндустрией такой походной, что там, велофонари, ну, то есть если мы Мгм. собираемся возвращаться поздно в темноте, то есть без них вообще ездить нельзя, вообще ни в каком случае. И, в общем, мы спускаемся, выходим на улицу, планируем сесть уже на велосипед и поехать. Я подхожу, а моего велика нету. То есть у меня украли этот мой многострадальческий велосипед новосибирский, Мгм. потому что я очень глупо его пристегнула за вилку. Понимаешь, что это значит? Они открутили вынос. Да, просто мы потом на подъезде была камера, Мгм. и охранница мне показала видос. Мгм. Типа, очень быстрая кража за 60 секунд. Чувак просто идет мимо, такой, типа, смотрит на велосипед. Мне кажется, ему стало стыдно. Ну, то есть он такой, ну, блин, э, не украсть его, это, это просто... Он говорит, я не могу просто мимо пройти. И он берет так одной рукой, откручивает колесо. Ну, то есть там просто можно... А, ты прямо, получается, с ним? Да! Он снял колесо, Мгм. потом обратно его надел уже без этого тросика моего и уехал. Смешной. Мы потом это видео засняли с камеры, распространили. Мне кажется, больше стыдно должно быть мне за такое стрёмное крепление. В общем, надеюсь, ты же будешь это видео распространять или куда-то заливать? Ну да, Я надеюсь, это был полезный ну совет да. для всех новичков и бывалых. Я себя чувствовала Не, в ну у тот меня момент тоже был бывалой. случай, у меня тоже был случай такой, я в магазин, короче, спешил, там, естественно, парковок у нас мало где есть. Я быстро забегаю, там это крыльцо, на крыльцо зацепляю велик, захожу в магазин, что-то покупаю, выхожу, а я зацепил за крыльцо, а там, получается, оно идет так, и потом вниз, и там заканчивается. Я замок зацепил так, а он потом упал. У меня, получается, велик был зацеплен за воздух. Ну, благо, у меня велик не украли. Они такие, ну... Мгм. Это А, ладно. а так, получается, 95% всех краш велосипедов, они у нас в Якутске именно с подъездов. Люди, С подъезда? да, ты не в курсе, да? Выносят. Нет. Скорее всего, ну, типа у каждого мужика есть вот эти вот либо кусачки, либо Кусачки. болторез, да. Ну, у нас, видимо, Якутск не такой город, где все друг друга знают, поэтому люди просто отрезают замок, заносят себя в дом и отвозят в деревню. Получается так. Ну, статистика была от полицейских, и у них была вот именно такие цифры, то что 95% именно с подъездов крадут. А Мгм. с Ну улиц да. особо нет, потому что там все-таки окна многоэтажек, допустим, смотрят, и вор просто подумает, типа, что я, типа, спалюсь, потом зашквар будет, пальцем будут показывать. А в подъезде тихо, получается, какие-то тихушники ночью приходят, либо ночью отрезают и все. А почему зашквар? Ведь там кроме позора и пальцем показывать должно быть еще какое-то наказание, типа уголовное или административка, что-то должно быть ведь. Ну, может быть, да. Не, ну Ну, просто если в подъезде человек отрезает велик, то никто это не видит, наверное. И он потом его отправляет к себе в деревню,
и там родственники спокойно катаются. Ну, видимо, так. Такой, все в дом, все в дом. Ну Но, да, я сказала бы даже, что большинство краж происходит по вине владельцев велосипедов. Но я ну именно так да. себя чувствовала. Но Не, самое интересное, ну если цеплять, да, велосипед, лучше все-таки на улице цеплять, чтобы все люди видели. Я тоже как бы в подъезде никогда не цеплял велосипед. но у меня не в подъезде, у меня прямо на парковке там было много Мгм. велосипедов, и человек, который стащил мой вел, на самом деле, он, мне кажется, профессионально этим занимается. То есть он подошел к парковке, Мгм. смотрел, выбрал велосипед, который прицеплен, собственно, как я его прицепила, снял Мгм. и уехал. И я даже потом сделала небольшое расследование. Мне кажется, ребята отцепляют велосипеды, они везут их себе там на какую-то домашнюю мастерскую, и разбирают это все, там спиливают номера какие-то. И два варианта: либо на запчасти, либо пересылка, я не знаю, куда-нибудь Казахстан. Ну, типа, межгород там Ясно. продают. Ну, То есть у это, нас в России, да, есть такой бизнес, когда с немецких, там, с Германии, с Франции, там, Великобритании также воруют велосипеды, даже во время соревнований, а потом их переправляют в Россию и тут уже продают. Типа за треть цены от нового велосипеда. Ну, и люди покупают, и потом на них же соревнуются. Ну, правда, они не смогут выехать в Европу с ним, поучаствовать на соревнованиях. ну да, но дома ездит, я думаю, Ну да. такое. Ну да. И был такой забавный момент, что мои друзья такие, типа, типа, Наташа, как ты могла так сглупить? И мне было очень стыдно ровно до того момента, как буквально через пару дней мы едем в Москву, идем к знакомому, к нему на парковку, где он оставил свой велосипед Мгм. до отъезда в Новосибирск. В общем, вот он возвращается спустя какое-то время, идет к своему велику, который должен быть у него там прицеплен в Москве на Мгм. парковке. Там Мгм. тоже все под камерами. И, собственно, его нету. Это такое совпадение, типа такая неделя краши по всей стране Мгм. И у него произошла. Но у он него также, что ли, цеплял? нет. Нет. Он нормально подцепил, но там был очень тонкий трос, Мгм. э, и его кусачкой перецепили. У него стояло два велосипеда, то есть Мгм. два велика одним тросом, просто к стене, О, ну, друг к жесть. другу. Сразу два велика, да? Нет, ну, вор был один. Он уехал на одном, а второй остался лежать. М. Ну, он забрал тот, что получше был. Вот, оставил горный. А тот второй шоссейник был? Второй гравийник, наверное. Ничего Я не себе. помню. Или, может, тоже горный, но он был получше. То есть вор знал, что он Что тащит, и у гравийник него были с дороже. собой кусачки. Мгм. И в какой момент это произошло, непонятно, потому что они там прицеплены были, ну, 3 месяца, наверное. Мгм. В общем, Как да, ну ты вообще, хорошо. да, переехала в Москву, Вот, начала? получается, я Мгм. переезжаю в Москву, и Мгм. у меня в Новосибирске все-таки есть велосипед. Я вот после того, как у меня украли, мне что нужно было делать? Мы же уже М. все приготовили. То есть я поехала в веломагазин и купила себе велосипед. Ну, то есть это получается третий велосипед, который я купила себе сама. И Мгм. это был гравийник, рок такой, я бы сказала, недорогой, до мобилизации, до всех событий. Была очень выгодная, хорошая покупка, он очень красивый. Вот я приезжаю в Новосибирск, когда на нем катаюсь всегда, езжу, тоже межгород. В общем, классный вел, но он остался в себе. Вот, и когда я переехала в Москву, здесь спустя какое-то время я взяла себе еще велосипед, чтобы он был в Москве, и это был гравийник. Я взяла в сети, ой, я взяла в сети, она называется City Cycle. В общем, такая московская очень классная сеть велосипедов. У них Мгм. есть все классные бренды, горные, МТБшные, Так он алюминиевый сервис. или карбоновый? Нет, Алюминий? алюминиевый. Нет, у М. меня, по-моему, там что-то типа вилка карбоновая.
Ты на нем участвуешь в соревах, да, сейчас? Вот я на нем стала участвовать в Ластраде и возить с собой везде, да. Но в самом последнем своем соревновании на триатлоне, который был там буквально 2 недели назад, я участвовала на новом велике. Я взяла себе шоссейник. Он Мгм. облегченный, он карбоновый, он бэушный, он с Авито, но он быстрее, ну, то есть дает мне мощности, там, я не знаю сколько, 10%. Сколько-то дает, Сейчас в я общем. задам такие вопросы, которые сложно будет тебе ответить. Да. Мгм. Типа, какой вес у байка? Почему я знаю? Там 7,5. А, семь с Наверно. половиной? Ничего себе. У шоссейника. У Ну, у шоссейника, него 7,5. по-моему, да. А А, сколько должно быть? ну, а какие у него колеса? Колеса тоже карбоновые, да? Я знаю, что сидушка, мы ее подпиливали, она карбоновая, рама карбоновая. Ну, то есть шоссейник полностью карбоновый. Мгм. А навеска какая? Кто? Навеска. Ну, типа оборудование, которое переключается. Шимана, SRAM. Ну я, да, знаю слово Шиманах. Я могу сходить Мгм. посмотреть. Что посмотреть? Ну ладно, не будем. А сколько стоил? Мы взяли его на Авито. Это был велосипед. Очень долго выбирали. Мгм. Проблема очень большая. Вот ты правильно сказал, после мобилизации найти велосипеды, особенно женские, особенно S размера. Мне Мгм. нужен, по-моему, XS 49. Их вообще нету. В Мгм. магазинах нету. Ну, то есть там можно найти за лям. Ну, то есть какой-то там, который никто не Мгм. покупает. Он стоит очень красивый уже много лет. Ну, старых коллекций каких-то. Вот. А так, чтобы можно было купить и поехать, там даже до, я не знаю, наверное, 500 до 300 000 нету. Мгм. То есть Ну так, а все свой-то за велики сколько купила? на Авито долго мониторили и нашли, по-моему, за 120. Я могу сейчас найти, ну, свою покупку. Ну, В общем, 120 и 7,5 килограмм, в принципе, хорошо. да, это очень хорошая покупка. Ну, То есть мы мониторили, наверное, с, э, с Нового года, а может и раньше даже начали. То есть где-то полгода проверяли, ну, то есть там можно сохранить запрос поиска, типа велосипед, там 49 мгм. размера, такая-то рама, какие-то характеристики. И как только появлялось что-то, ну, Мгм. похожее, то тут же уведомление приходит о том, что вот есть такой-то велосипед. По магазинам мы мониторили, то есть звонили, приходили куда-то, искали, Ну чтобы да, был именно такого размера. минимальный вес по UFC это 6,8 килограмм. И у тебя всего лишь на 700 грамм больше, чем минимальный вес вообще велосипеда, который разрешен на гонках. Ну, ты Да, знаешь. но может это связано с моим размером. Просто когда мы бэкпекинг, вот это все начинаем Мгм. организовывать, я начинаю крепить, например, заднюю сумку, и у меня там так мало пространства между Мгм. колесом и сидушкой, что, ну, сумка прямо вот ходит, Подожди, ходит. а ты байкпакинг делаешь прямо на свой новый карбоновый велик, что ли? Шоссер? Новый карбоновый шоссер нет, на другой, А, ну да. да, но они примерно одного размера. М. Ну, то есть передний руль, там маленькое расстояние. На обоих велосипедах руль баран. Ну, то есть, как бы, Мгм. то есть переднюю сумку, где-то бутылочки, например, две надо, они вот тютелька в тютельку А в ходят, то целом, есть как тебе вообще на баране? мини-велик. Ну, ты с МТБ, получается, пересела, с горного велосипеда пересела на баран. Как тебе был переход? Это, Болезненный? это Или какая-то вообще? дичь. Дичь полная. Было тяжело. То есть я села, я такая: "Как вообще ехать?" То есть там такая балансировка, за счет широкой рукоятки, ну, руля, Мгм. она проще. Ну, то есть там буквально небольшое движение, и руль начинает уже ходить влево-вправо. А с бараном так не получается. То есть руки очень узко, и нужно сильно заворачивать еще корпусом себе немного помогать, но буквально пару часов ты уже с ним срастаешься, поэтому проблем никаких нет.
Мгм. Есть такой момент, вот ты говоришь, как ты долго привыкала там к рулю. Мгм. Я говорю, такая, типа, пару часов. Но есть момент, есть нюанс. Это шоссейные велопедали. Типа, я вижу, как Контакты. они выглядят, Мгм. да, контакты, но я не буду это надевать, рисковать своей жизнью. Вот это у меня болезненный переход. Я даже ни разу не встала в контакты, и я боюсь очень Ну пробовать. ты до сих пор, получается, ну, когда ты участвуешь, ты в топ-танках обычных, получается. Да, Не, ну, с другой стороны, это тебе экономит время, когда ты с воды переходишь на велосипед, потом с велосипеда на бег, и у тебя эти же самые кроссовки, которые ты на велосипеде крутишь. Ну, это же да. экономия. Ну, зато я теряю во время крутки. Ну, то есть самой гонки, а она идет не пару секунд. Ну, то есть транзитная зона — это буквально там несколько метров, а Мгм. гонка сама вело — это получается, ну, 20 километров. Тут как бы больше времени можно сэкономить, если бы я ездила в контактах. Так, ну, продолжаем с того, как ты вообще на сревах, как ты начала участвовать в сревах. Мгм. Первый спорт у тебя какой был? Именно, ну, Я велосипед, думаю, наверное, что или бег все-таки? в школе первые соревнования у меня были по баскетболу. Мгм. Ну, то есть это такая командная движуха, когда ты едешь на соревнования, участвуешь в них. Я, наверное, любила все соревновательные виды деятельности, вообще вот все, Да. поэтому я подписывалась на все, что можно было. Это был баскет, это были какие-то веселые старты, какие-то соревнования по забегам, то есть там в честь 9 мая, я помню, нам Мгм. какие-то кубки даже давали. Это в нулевых годах было. В общем, вот, по велосипедному спорту соревнований не было, к сожалению. Ну Я да. скажу, к сожалению. А, Мне кажется, их сейчас начали проводить, ну, по крайней мере, в моем городе. А, И даже не соревнования, а заезды. Ну, я видела, что администрация города, прям конкретно администрация города делает там за ЗОЖ, за спорт, Мгм. собрания, там, где все приезжают с великами, они куда-то едут, вот, либо по набережной, либо еще куда-то, там М. такие мероприятия. В общем, классно. В мое время такого не было. А в Якутск, кстати, ты приезжала? Видела Да, велосипедистов я была местных? в прошлом. Мне было очень интересно, типа, как они ездят там. Я Мгм. помню, Ленск, в Якутске я была редко, там, в 2001, потом в 11 году, то есть спустя 10 лет, и потом Мгм. спустя еще 10 лет я была. То есть у меня такая статистика каждого десятилетия. Мгм. И вот недавно была. Я поняла, так в Якутске тоже проблемы с дорогами есть. То есть я, к сожалению, заметила, что нету веломаршрутов, нету велознаков, нету отделенной где-то полосы. Иногда для пешеходов нету тротуаров, как Мгм. будто бы где-то Да. местами. А что о велосипедистах говорить? И мне очень грустно стало, что людям приходится ходить, обходить где-то там по дороге, где-то между домами, и велосипедистам с ними же ходить. То есть они друг другу создают какие-то помехи, и у людей нет договоренности внутри себя какой-то культуры, как я должен ходить по улице. Мгм. Внутри велосипедистов я заметила, что тоже нету. То есть я Мгм. прям заметила, что были ребята на горных велосипедах, до таких серьезных я, по-моему, видела. Но, опять же, без велошлема, без вело какой-то экипировки, М. без, может быть, даже фонарей, ну, такое. Хотя это был день, но я видела, что вел серьезный, чел не очень. Ну, я бы Ну да. хотела, чтобы культура как-то поскорее развивалась в этом плане. В первую очередь, получается, шлем, потом фонари. Ну да, да.
Если ты знаешь, что тебе надо поздно домой возвращаться, фонари обязательны. Они, ну, то есть без фонарей велосипедиста вообще не видно. То есть его не существует. И машина заворачивает куда-то, она Мгм. его не видит. То есть человек в машине, он видит только светящиеся объекты. Остальные все просто тотальная мгла. И то, что тебя где-то автомобиль не заметил, это вина полностью, мне кажется, на велосипедисте, который не надел себе отражалки, либо фонари. То есть даже отражалки не Мгм. всегда видны автомобилисту, так как виден фонарь, передний и задний. То есть без Мгм. них вообще никуда. А что касается шлема? У вас... Шлем вот сколько получается я езжу за всю мою жизнь, я с велосипедом, со шлемом езжу всего года 4. И за эти 4 года он сработал всего один раз, он мне понадобился реально всего один раз, но он Мгм. один раз спас мою жизнь. М. То есть мне достаточно этого одного раза за 4 года, когда он мне понадобился, и я буду носить еще вот сколько я ношу, столько мне, наверное, мне кажется, моя жизнь и длится. Это буквально было в прошлом году в Москве по набережной в сторону Лужников я двигалась, и не было плотного движения, были красные светофоры, то есть там такой момент был, когда мы подъезжаем к светофорам, за машинами сзади какая-то машина решила кого-то подрезать, и, может быть, она не видела велосипедиста, ну, то есть, который ехал со мной в компании, Мгм. а, и машина практически его сбила. Ну, там она в последний момент увернулась, заехав на другую полосу машина. Велосипедист остался жив, но я была в шоке, потому что это все на моих глазах такой агрессивный автомобилист Мгм. попался. И я очень злая была, я не смотрела, куда я еду. То есть я смотрела, проехав этого автомобилиста, я смотрела на автомобилиста, может быть, я ему что-то кричала, может быть, Мгм. я ругалась, но я не смотрела, куда я еду. И, собственно, велик заехал на бордюр Мгм. на очень большой скорости. И меня просто выкинуло вперед велосипеда по инерции, я думаю, на пару метров, и приземлилась я в первую очередь, конечно же, на голову. Ну, то М. есть очень высокий бордюр был, и я почувствовала, как вообще весь удар пришелся мне вот так вот на шлем. Мгм. То есть если бы шлема не было, мне бы прилетело вот так. То есть что со мной дальше было, я не знаю. А Я шлем, думаю, погибнуть от шлем такого вышел? удара можно. Шлем вышел? Шлем, да. Ты его Шлем используешь? выжил. Я его продолжаю использовать. Это очень М. хороший шлем. То есть М. я видела... У меня был опыт покатушек в Таиланде. Там очень много скутеров. И ребята на скутерах все тоже в шлемах. И шлемы велосипедные от велоскутера, ну, от Отличается скутерного, тяжестью? Ну, они больше ничем не защиты, отличаются. да? Но вот мото, да, там он такой серьезный с лицом. Мгм. А вот на скутер он как бы может быть по дизайну чуть другой, но если в руки вот так вот взять, Мгм. иногда для скутера делают такие вот прям чуть ли не картонки. И я даже привыкла уже к этому виду, что едешь в Тае где-то по дороге, Мгм. и валяются шлемы, обломки от них, то есть вот такая вот м, труха. Люди И, просто сбивают друг друга ну, и дальше едут, да? теряют, сбивают, либо Мгм. если уже совсем разнесся, то некому уже поднять свой шлем, Мгм. либо просто потерял, пока ехал. Они же там могут втроем, вдвоем, либо там... Я видела, туристы Мгм. вообще ездят, у них вот такая шляпа, а сверху шлем. Типа просто лежит, просто лежит, даже не М. застегнут. Ну, то есть такую картину видела. И мимо пронесся парень, и у него он по пути слетел, шляпа слетела, он остановился, поехал обратно. Дело в том, что когда шлем слетает, ребят, которые за ними сзади едут, он им под колеса попадает. Это, ну, вообще очень страшная картина, Жесть. да. Поэтому ты всегда пристегнут, тут, там ты в безопасности. Ребята, ну, твои Мгм. движения тоже в безопасности.
Это ну, к этому нужно очень серьезно Ну, у относиться, нас если ты в связал Якутске, да, у нас в Якутске свою жизнь. опыт такой, то, что велосипедисты местные покупали шлема только тогда, когда они уже получали различные шрамы, увечья там и так далее. Ну, то есть я, да, знаю, у кого-то там на все лицо шрам, у Ну, кого-то там голова зашита. Ну, и в конце концов все-таки приходит к шлему. да. Вот. Ну, к осознанности я сейчас, вообще с первого момента, как только мне пришлось купить шлем, я Мгм. к этому относилась скорее как к стилю. Ну, то есть мне сказали, что он нужен, я такая, ну ок, выбрала Мгм. себе качественный и красивый. И когда я его надеваю, я чувствую себя стильно. Ну, то есть Модно, молодежно. велоиндустрия, ну, Мгм. типа, да, велоиндустрия, она же делает классный дизайн, и делает классный шмот, типа классные сумки, они, ну, то есть какие-то инновационные вещи, Мгм. и которые, ну, скажем, в тяжелых погодных условиях можно иногда что-то велосипедное надеть, и тебе будет комфортнее, чем в обычной одежде. Ну то Вот есть ты настолько. советуешь девушкам, получается, э, покупать красивый шлем, да, чтобы им нравилось. Ну, конечно. Представляешь, ты там где-то идешь, тем более в Якутске. Мгм. Это, мне кажется, в принципе, небезопасное место иногда бывает. Ты идешь в шлеме, и там, не знаю, может что-то упасть, что-то прилететь, и ты всегда будешь прекрасно выглядеть, еще и в безопасности. Ну, у нас просто такая ситуация, то, что большинство водителей все-таки получили права по знакомству, либо подарили, либо они где-то в деревнях жили, а там как бы все друг друга знают, и права так вот. Ну, или гаишник чисто ради галочки экзамен сделал, так как там даже дорог-то и нету. Ну и люди потом получают в деревнях права, приезжают в Якутск, а тут ситуация другая, а у них того опыта не было. Ну и все эти правила дорожного движения, даже если он учил, то они же забываются со временем. А есть водители, А у которые водителей же есть а водители есть, пере... которые по 20 лет, которые, ну, 20 лет назад, допустим, учились, сдали права, и они уже все позабыли. И каждый год же они не проверяют свои знания. Когда заново через каждые 10 лет получают права, там только здоровье проверяется. То есть полностью то есть медицинское обследование, психиатр и нарколог. Все. И новые права получаешь. Без подтверждения своих знаний ПДД. У нас в Мне России. кажется, ну, работать с осознанностью нужно. Ну, типа, если законом никак не регулируется этот момент, можно подходить к этому через просто ликбез, типа ликвидацию безграмотности, когда ты человеку объясняешь, что это от этого зависит иногда типа твоя жизнь и жизнь твоих окружающих, и Мгм. под таким предлогом, может, когда-нибудь кто-нибудь на 10-й раз уже придет к тому, что это стоит того твоего внимания, что стоит, наверное, еще раз права попробовать обновить знания Мгм. автомобильной. Нет, а что Хотя, делать? Ну, есть еще крутые, которые, типа, которым пофиг. Типа, сыновья депутатов каких-нибудь там или дочери, племянниц. таким образом, если осознанность сама не приходит, приходит тогда уже какая-то проблема. Ну, в смысле, Мгм. если нету принятия мер по безопасности на дороге, значит, приходит жизнь трагедии. И я думаю, освещение вот этих вот трагедий, то есть часто их напоминание и Мгм. держать постоянно на слуху везде вот эти вот новости, будь то там трехнедельной давности, трехмесячной, трехлетней, то есть вести вот эту статистику по погибшим и повторению ее постоянно, и показывать э, то, как выглядит вот это происшествие, чтобы оно у всех перед глазами было. Может, тогда Ну, как-то это может так демотивировать, да? можно Демотивировать. демотивировать, садиться за руль, так это же хорошо. Будут Для людей, садиться. которые Мгм. безопасность не Да. соблюдают. Будут садиться на велосипед, да?
Ну да. Ну, я Мгм. думаю, типа, если пряники не работают, тогда кнут надо. Мгм. Ну да, вернемся снова к нашей теме соревнования твои. Ты говорила, участвовала в Лястраде, это веломарафон, да, получается? Да, вот у меня был такой момент, что, опять же, когда я, э, м, скажем, в молодом возрасте, находясь в состоянии переоценки своих ценностей, своей жизни, и придя к тому, что вот я любила когда-то велосипед, мне нужно снова это попробовать, я пробую, мне это очень нравится, я не останавливаюсь и продолжаю вспоминать, копаться в себе, прихожу к тому, что мне очень нравились соревнования, и мне нужно где-то начать участвовать. И вот лет 5 назад, еще в Новосибирске, я прихожу к соревнованиям, полумарафону. Типа, это 21 и километр, да? сейчас я мгм. Мгм. Сейчас я знаю, что в каждом городе, более-менее, крупном, в России есть, спортивные комитеты, которые занимаются соревнованиями любительскими для всех граждан, для людей, Мгм. не спортсменов. И они организуют, то есть дату. Там, скорее всего, нужно выкупить слот, ну, номер твоего участия за Мгм. небольшую стоимость. Это в Новосибирске, по-моему, рублей 800 стоило, либо 1000, либо 1200. Ну, то есть это как бы небольшой такой билет на Да-да-да. Мгм. соревнования, покупку цели к твоим тренировкам. Ну, то есть недорого на самом деле. Дешевле, чем абонемент в спортзал, который ты потом вообще не ходишь. Мгм. То есть мотивирует больше, чем э, тренировки в зале. В общем, ты берешь этот билет на дату, там через буквально 5 месяцев, например, и вот все это время тренируешься. С бегом у меня так было. То есть я бегала какое-то время тоже в компании. Обязательно нужны друзья, либо ты их втягиваешь туда насильно, как только Мгм. можешь, либо присоединяешься к тем, кто уже этим занимается. Вот, я присоединилась к ребятам, которые бегали. А, Спокойно, на лате, в течение нескольких недель потренировавшись, вот было соревнование по полумарафону бегу. Там за пару дней до самого соревнования за твои деньги ты приходишь забирать свой стартовый билет. Обязательно предоставляешь справку о своем состоянии, медицинская справка, Мгм. позволяющая участвовать в соревнованиях. То есть вот эти два моментика. Первый — это нужно ее получить, сходить в какую-нибудь клинику бюджетную, ну, коммерческую, либо государственную, неважно. Ее везде выдают, мне кажется. Мгм. Образец что-то 0,86, по-моему. Она так и называется для соревнований. Это твой допуск. Ты даешь справку, а тебе дают твой стартовый номер. И Мгм. номер обычно с чипом. То есть внутри есть чип, который фиксирует твое точное время там, до миллисекунд. Мгм. Когда ты начинаешь стартовать где-то, ты проходишь через такую ленту, которая на полу находится, пробегая То старт. есть номер ты Потом получаешь за день, да? за день, за два, за три Мгм. Мгм. начинаются дни, когда идет выдача стартовых номеров. Мгм. И в этом пакете, это, ну, стартовый пакет называется, Мгм. там еще есть всякие партнерские товары, ребята, которые, коммерческие организации, которые партнерятся Спонсоры, с получается. организаторами, Мгм. да, они кладут туда какие-нибудь батончики, протеиновое питание, таблетки изотоника. В общем, много полезных ништяков. Мне очень нравится, как новогодний пакет в детстве, Ну знаешь, да, с конфетками, чтобы, только тут. чтобы они использовали эти батончики во время сорев, и фотографы как-нибудь сняли, и все это Не, ну, в разлетелось. принципе, ты попробовал дома или на соревах, и потом, если тебе понравилось, ты идешь и покупаешь. То есть, ну, Мгм. они таким образом дают Заманивают клиента. попробовать. Демоверсия, Да, типа. да-да-да. Ну, потому что сама я бы эту дичь никогда не купила, потому что протеиновое спортивное питание всегда выглядит так, как будто там что-то Мгм. химозное, не Мгм. полезное, а так пару классных вещей, то есть там таблетки изотоника, о Мгм. которых я вообще никогда не знала. Очень полезная вещь, незаменимая для любых соревнований. То есть это таблетки, которые
ну, либо жидкость, либо Мгм. таблетки, которые ты растворяешь в воде, которые поддерживают электролиты, баланс электролитов в твоем организме. Типа, неважно, что ты делаешь, начинаешь бежать, либо крутить велосипед, либо Мгм. плыть, тебе через 40 минут интенсивно каких-то упражнений нужно Мгм. восполнить баланс электролитов, не только воды в Мгм. организме. И вот как раз специально такой раствор солевый, Ну, который ты пьешь, он такой немного странный, но приятный, я бы и сказала. он предотвращает, Ну, потерю электролитов в организме. что Ну, приводит к... я не знаю, к обезвоживанию, усталости. Ну, я могу описать эти ощущения, но я просто понимаю, что это полезно, и с ними мне лучше, а без них Мгм. было хуже. Ну да, много факторов, и самый плачевный, наверное, это заголодание и судороги мышц. Да, вот мне кажется, к судорогам приводит, Мгм. скорее всего. Можно это потом проверить? Наверное, да. Хочешь Вот. без изотоника побежать? Ну, кстати, да, наверное, когда я тренируюсь и бегаю без изотоника больше там 40 минут, я чувствую, что мышцы начинают плохо себя чувствовать. Это факт. Мгм. Если вернуться к соревнованиям, вот получив этот стартовый пакет, подарочки и, может, там себе еще либо идет сразу футболка с этого, ну, мерч, собственно, либо ее нужно докупать за какую-то стоимость, ну, тоже условно Мгм. там 1000 рублей. И с одной стороны, зачем она тебе, а с другой стороны, если это какое-нибудь крупное мероприятие, например, был московский марафон, Мгм. 10-й, юбилейный. Мгм. Ну, то есть он никогда больше не повторится, а в нем участвовали, я не помню, то ли 10, то ли 20 тысяч Мгм. людей. Ну, то есть очень много, он очень популярный в стране. Это как, я не знаю, в Советском Союзе Олимпийские игры, Ну только да. среди любителей. Мгм. То есть такую футболку надеть там через 40 лет мне будет очень приятно. Ну, то есть я не всегда их беру, но вот на какие-то значимые крупные мероприятия я себе ее беру. Не помню, шла ли она сразу в наборе, или пришлось докупить, но она у меня есть. Короче, Вот. случай недавно был такой. Я по городу катался по делам. Ну, мне нужно было в разные места поездить. И за это время, короче, я 3 раза одного и того же человека встретил. И у него полностью весь мерч был Iron Man. Типа он Iron А, Man прошел где-то и целый день по городу туда-сюда ходил, светился. Типа, чтобы похвастаться. Типа, вот я Iron Man сделал. ну это При- вообще же, это очень круто, Ну да. правда. Мгм. Ну, я, правда, Ну, не запомнил, это либо был Iron Man, либо половинка Iron Man. Half, типа. Хальф. Ну да, но на самом деле полный, либо половинка, это тоже круто. Ну Даже да. 1/8, это типа, вау, чувак умеет и плыть, и вел крутить, и добежал, и не М. умер. Там ведь бывает дисквалифицируют, ну, потому что Ну ты не да. уложился в какой-то отрезок, либо там что-то нарушил, получил штрафы. Ну, это прям крутая дисциплина. Так ты сейчас в Да. триатлоне участвуешь, да, получается? Сколько Ну да, триатлонов это моя уже? конечная цель. Мгм. А, вот я недавно в соцсетях писала, что вот у меня было 2 триатлона, сейчас буду в третьем. А потом я что-то пересчитала, я уже в 3 участвовала, и это был четвертый. То есть М. за последние, наверное, там 1,5 года я, ну, каждые несколько месяцев у меня триатлон. Мгм. Ну, ничего себе, я даже просто недавно я не умела плавать Мгм. вообще. Ну, то есть я не тонула, но быстро плыть не могла. А тут я уже участвую в 4. Это вообще для меня шок-контент. Я не могу в это поверить. Ну вообще, а Типа, что дает тебе участие в соревах? э, Ради чего все это? наверное, вот каждый человек типа о чем-то мечтает. И М. есть вещи, которые для тебя кажутся какими-то фантастическими, и ты хотел бы их достичь. Но у тебя такое сомнение, типа, а смогу ли я? О, это точно для меня, типа, или, ну, не знаю.
или есть много других людей, которые намного лучше меня, и как бы я даже стараться не буду. Вот такие мысли приходят. А, Не думаю, что от них жизнь становится лучше или интереснее. То есть это сильно сказывается на качестве твоей жизни. И когда я вписываюсь в подобные авантюры, и Мгм. получается, что дисциплина, тренировки приводят меня к хорошим результатам, будь то бег, велосипед или триатлон, неважно, Мгм. я начинаю в себя верить. Типа я понимаю, что вот я смогу, Мгм. ну, что это оказывается просто. Ну, то есть Я спорт, смогу он не то, делает, что делает лучше тебя со всех сторон, да? Ну, не то, что лучше себя делаю, наверное, я и там сама, но он раскрывает мое мышление о моих возможностях и доказывает мне на моем же примере, что мои возможности безграничны. Мгм. Наверное, так. Ну да, но мы можем, да, много примеров привести, когда спортсмены в прошлом достигали больших высот в будущем в карьере, либо в политике. Вон даже у нас президент, кто он, дзюдоист, да? Мгм. Ну да, наверное, это как-то связано. Ну, то есть в какой-то момент он мог подумать, типа, я же просто спортсмен, почему политика, куда я... Но так как он был успешным спортсменом, м, может, он продолжил верить в себя и Мгм. решил, что если там я достиг чего-то, хороших высот, то и в политике могу постараться и достичь. Да, у нас в Вилтумене тоже, ну, этот Госдума Якутии. Госдума же, да? Государственный комитет. Да, у нас там тоже много политиков есть, которые спортсмены в прошлом. Это тот же Пинигин, тот же Лебедев, еще там какие-то боксеры, вольная борьба. У нас, кстати, в Якутии только вольная борьба и бокс поддерживается правительством. Ну, ты же, наверное, Почему? в А курсе. лыжа? Ну, лыжи тоже. Лыжи и в последнее время бег. Ну, потому что бег, он довольно-таки бюджетный спорт. Просто кроссовки купил и все. Легче привлечь народ. А вот с Ну и велосипедом... условий в Якутске можно больше обеспечить для бега. Ну, то есть тебе нужно только какой-то Да, маршрут. там еще по нормативам, там очень лайтовые нормативы же по тренерам, допустим, чтобы кандидата мастера спорта, допустим, получить, либо мастера, то есть и либо разряды получить. То есть просто нужен какой-нибудь асфальт, допустим, сколько-то километров, и Мгм. все. А по велоспорту, допустим, кросс-кантри взять, это гонки по пересеченной местности. Там вообще этих нормативов выше крыши. То есть так просто трассу не сделать. Но все же можно как бы постараться, потому что у нас в Якутске есть сопки с трех сторон. Это, получается, юг, запад и север. И эти сопки очень интересные. Там люди, которые переезжают в другие города, в Москву, там, в Питер, даже в Калининград, они им буквально снятся во сне, вот эти наши якутские сопки. То, что там такой рельеф интересный, постоянно есть спуски, подъемы и так далее. Ну и лес, свежий воздух. То есть много где такого нету. В той же Москве. Вот встречались недавно, полтора месяца назад, с одной тележурналисткой с Москвы. Она, получается, в Якутск приезжала тоже снимать сюжет. Она сама велосипедистка. Переехала она в Москву с Томска. И она говорит то, что в Москве вообще ужас. Чтобы покататься на велосипеде, ей приходится ехать в Рязанскую область 120 километров. И там уже с велосипедом выходить и кататься. У тебя таких проблем Да, я нету? понимаю. Есть такая проблема, но это, наверное, может быть, у нее горный велосипед. Туристический. И Она да, любит кататься на природе. вот, природы здесь нет. Здесь крупный, застроенный полностью мегаполис, пересеченный железными дорогами Мгм. и магистралями шоссейными, куда велосипедом доступа нету. Это да.
Поэтому, чтобы покататься с удовольствием на велосипеде на природе, нужно ехать на природу. Ну, то есть я разделяю Россию на Москву и Россия. То есть Москва здесь мегаполис. Другие города, там есть местами застройки, асфальт, есть местами природа, то есть такие комбинированные, либо уже поменьше какие-то городки, в которых больше природа Мгм. преимущественно. А в Новосибе Вот. как с этим? Он скорее комбинированный. То есть там есть маршруты, по которым можно много километров ехать на велосипеде по асфальту. У меня любимый маршрут был типа Красный проспект. Это длинная Мгм. улица, прямая, Мгм. практически прямая. Она там от Зальцовского района до Речного вокзала по прямой ездишь. Это Сколько самая километров? длинная улица что-то в России, то ли в России, наверное. А, да, сколько километров? Ну, я так не скажу, но много. Мгм. Но она входит, ну, как у нее есть статус самой длинной улицы в России. Мгм. Вот. И про И там, соревнования, если... мгм. М? Там велодорожка есть, да? Либо по краю дороги. Скажем, последние годы, вот как только я переехала, Новосибирск начал застраиваться, просто становиться роскошным городом. Там построили новый аэропорт, расширили, сделали какие-то новые рестораны стали открываться, велосипедные дорожки стали появляться, парки улучшаться. То есть я прям реально, когда прилетела через там год в Новосибирск, меня встречает новейший аэропорт. Ну, я жила там долго, 8 лет, и привыкла к старому доброму Новосибирску, а тут раз, и он начинает дико развиваться. У меня, конечно, был шок. Велодорожки там появились. У нас в прошлом году тоже появилась велодорожка по проспекту. С А кинотеатра Лена до Ленина 1. Ну, до IT-парка. первое? Ну, не первая, но на других велодорожках люди особо не катали. То есть у нас есть велодорожка вроде как на 203-м микрорайоне, короткая, на которой никто не катается. Также на Пирогова неизвестная велодорожка, на которой тоже никто не катается. Ну и вот на проспекте. Можно считать это, да, самая первая велодорожка, по которой велосипедисты начали кататься так массово. Ну Я и понимаю. там, Мне кажется, у администрации велосипедистов группой должен быть более плотный коннект для того, чтобы, типа, администрация хочет дать велодорожку вам, мгм. но не знает, куда положить ее. Нет, мне И кажется, просто велосипедисты всем надоели, ну, вот этим вот властям, олигархам там и так далее, чтобы они на своих крузаках, типа, чтобы спокойно ездили по проспекту, они просто выгнали велосипедистов на тротуар, построив на тротуаре Мгм. велодорожку. И сейчас Прямо на тротуаре. в некоторых местах, получается, тротуар меньше, чем велодорожка. Ну, естественно, пешеходы заходят на велодорожку, и либо матери там с колясками ездят. Мне лично Мгм. комфортно было в потоке машин, вместе с машинами ездить, ну, с правой стороны дороги. А тут Так ничего не запрещает тебе до сих пор им пользоваться. нет, при наличии велодорожки необходимо именно по велодорожке передвигаться. Если ее нет, Серьезно? да, если ее нет, то тогда на дороге. Если на дороге какие-то проблемы, типа там лужи, там грязь там и так далее, либо что-то перерыто, можно тогда на тротуар выходить. Либо если ты сопровождаешь ребенка, тогда тоже на тротуар можно выйти на велосипеде. Короче, такие есть правила ПДД. Но велодорожки нету на дорожном покрытии. Велополоса, у нас велополосы. Ве- Ну, то есть она же на тротуаре, а должна быть на дороге. Нет, разве? Вот Ну, я сама... по-хорошему, да, велополоса это когда Во, да, на проезжей части размечают то, что это велополоса, и там вот. велосипедист ездит.
И там должны А, ездить велосипедисты. Если они на тротуаре что-то нарисовали, мне кажется, это не нет, нет, совсем нет, легитимно. нет, они положили туда асфальт, и это типа велодорожка. Ну, построили как бы велодорожку, но Мгм. она раньше это был тротуар. Просто там М, откопали, поставили асфальт. То есть там, где тротуар, там сейчас плитка вот эта стрёмная, а велодорожка, она типа асфальт. И мгм. зимой, весной и осенью, когда лед, снег, все пешеходы ходят по велодорожке. Угадай, почему? Потому что она чистая, без снега. Потому что она типа как Не наждачная бумага, скользит? не скользит. А, да. А Мгм. тротуар у нас очень дурацкий, он очень скользкий. То есть люди, ну там невозможно вообще находиться. То есть наступаешь и сразу скользишь, падаешь. То есть это нужно обладать навыком пингвин 3000, чтобы не упасть по нему. Поэтому пешеходы передвигаются по велодорожке, и я их не обвиняю в этом. Да, интересный момент, получается, был этим экспериментом достигнут. Найдено лучшее покрытие для якутской зимы, для пешеходов. Мне кажется, теперь надо весь Якутск пешеходные зоны закрыть этой Велодорожкой. наждачной бумагой. А? Ну, асфальтом, да? Ну да, ну в смысле наждачная бумага вот этой М. велодорожками, короче, М. чтобы пешеходам было комфортнее. Так, а Ну, раньше, нет, раньше-то весь тротуар так и делался. То есть раньше тротуар у нас асфальтовый был, грубо говоря. мгм. А потом уже его начали убирать и ставить вот эту плитку скользкую, М, супер скользкую. понятно, Нет, она непригодна да, для... одно время плитку клали такую вот ребристую, и она была классная. Мгм, То есть на ней наступаешь, и она вообще не скользкая. А потом ее убрали и поставили супер скользкую, очень гладкую мгм. плитку. А человек, который закупает эту плитку, он в курсе? Наверное, Надо там, ему... нет, наверное, там какой-то супер предприниматель, олигарх, который свой человек, у Ну которого и надо... что, так ему тоже там ходить? Ну, Его детям там ходить, его братьям ходить, его родственникам всем ходить, а родственников по-любому дофига. Ну, типа, кто-нибудь должен ему сказать. не Ну, знаю. Ну, у нас все всегда так делается. Особо печальный момент, конечно. да, ладно, Вообще, надо... в целом, да, в Москве как с этим, с передвижением по Москве на велосипеде? Там ты ездишь чисто по велодорожкам, либо по дороге, либо стараясь на тротуар уходить где-то. Вообще по дороге с машинами и велодорожки, они ставятся на части дороги, а пешеходные зоны, они для пешеходов. И не пытается никто откусить от пешеходной дороги, ну, Мгм. типа, часть. И просто у меня буквально возле дома такой большой район, и в прошлом году, или, может быть, позапрошлом, делают ремонт, все дороги покрывают отличной разметкой. То есть, Мгм. как только я переехала, мне кажется, ее еще не было, этой разметки, но сейчас прям очень классно, там прям, ну, то есть такая жирная разметка, Мгм. и на ней рисуется прям вот по этой части, в этом направлении ты движешься на велосипеде, в этой части в обратном направлении. То есть там везде нарисованы велосипедисты, велосипеды. То есть, ну, так очень цивилизованно это выглядит. Мгм. Ну, то есть есть Москва, где это очень цивилизованно, потому что людей так много, что если не систематизировать передвижение каждого, будь то пешеход, Мгм. велосипедист, либо автомобилист, Мгм. будет очень много аварийных ситуаций. И чтобы это будет на чьей-то совести, например, человека, который занимается городской средой, ну, Мгм. облагораживанием. И, наверное, чувствует такую большую ответственность. Он сделал очень красивое решение, хорошее для велосипедистов, за что ему большое спасибо. Единственный, один всего момент, это, короче, вдоль Лужников на набережной есть шикарная, роскошная велодорожка. То есть там широкая такая улица, прямо на набережной, и Мгм. там один материал, один цвет, и там прям большими буквами везде написано «Здесь
едут велосипеды, типа. В этом направлении, в этом. Дальше чуть левее. Там значки такие. Здесь передвигаются все пешеходы с Мгм. колесами. Типа ролики, Ролики. Мгм. да, Самокаты. ролики, самокаты, ну такое, без двигателя, без, ну, что не развивает большую скорость. Мгм. Потом еще чуть левее, там два направления таких, и покрытие специально для бегунов. Тут только бегают, типа никому сюда нельзя, кроме бегунов. И там очень много спортсменов, поэтому это актуально. Еще там левее дорога с машинами, а опять же в правую сторону там пешеходы. То есть иногда это нарушают люди, те перебегают туда-сюда, потому Мгм. что поток людей там очень Огромный. мощный. Да, но все равно есть вот это разделение, это плюс-минус, что люди нарушают этот момент. И там я очень хотела разогнаться, Но не но у меня не дают. получилось. Ясно. Ну да, у нас тоже такие проблемы есть с вот этим, то, что велодорожку поставили на территории тротуаров. Сейчас вот велосипедисты с пешеходами постоянно ругаются. И это мне не нравится. То, Мгм. что два таких типа, ну, типа автомобилист, велосипедист и пешеход, да, и вот этих Мгм. два типа людей сталкивают лбом к лбу. Ну, как-то это не очень. Лучше бы, как ты говоришь, на дороге, на проезжей части сделали велополосы и все. И вообще в других регионах, по-моему, так и делают, типа откусывают именно от проезжей части, чтобы там, может быть, даже где две полосы было, либо три полосы, становится две, получается, полосы в каждую сторону. Ну, откусываются от проезжей части в сторону велосипедистов. То есть, допустим, было три полосы, две полосы в одну сторону, одна полоса в другую сторону. Стало по одной в каждую сторону за счет полос для велосипедистов, но за счет этого автомобилисты переходят на велотранспорт. И таким образом пробки в городе уменьшаются в последующем. Ну Ну, да. так и вот европейские страны, если посмотреть, ту же Голландию, люди же тоже не сразу переходили на велосипед. Там тоже был, я ну, на ютубе смотрел историю, с чего все это начиналось. Там вообще лютейшие пробки были. Люди не могли себе представить, как так можно жить, и в конце концов как-то перешли на велотранспорт. Видимо, это была Мгм. национальная идея такая, то, что Ну все да. переходим на транспорт. Но все-таки это самый экологичный вид транспорта, даже экологичнее, чем конь, да, лошадь. Ну да, Но но тут без но. Наверное, экологичнее и, наверное, гуманнее. Ну, то есть не надо мучить, да, э, никого. да, не надо мучить, меньше затрат. Ну, и я бы сказала, еще важный фактор о том, что в Якутии нужно задуматься в Якутске об этой ситуации и серьезно к ней подойти, потому что это есть, я не знаю, правильно ли это говорить, культурный код Мгм, людей, которые привыкли к такому средству передвижения, как конь, типа, ну, мгм, в свое время, я думаю, э, и где-то в генетике заложено, что сесть на двухколесное средство передвижения и отправиться туда, куда тебе хочется, это у каждого якутянина в крови должно быть. И мгм, просто нету какой-то... Просто надо чуть подтолкнуть людей к мгм, велосипеду, чтобы они перешли на более современный вид транспорта. Мне кажется, как только этот толчок небольшой будет создан, мгм. массовый, то большинство людей окажется в большом плюсе, ну, по зову предков, так Короче, сказать. надо переименовать не Уранхай Саха, а Уранхай Велосаха. Так, Ну да, да. чтобы люди. Мгм, Я просто очень много вижу э, как это сказать, схожестей с э, Да. каким-то рыцарским делом, с каким-то Мгм, вот этим,
Если раньше ездили в каретах, а сейчас в автомобилях, Мгм. то также аналогия с велосипедом. Если раньше ездили на лошадях, Мгм. запрягали его, там, амутирование, вот это вот, когда Мгм. ты бэкпекингом занимаешься, когда ты какой-то велопоход организуешь, какой-то дух единства, вот этих получения впечатлений, совместных Мгм. поездок, соревновательного духа, когда есть скачки, а тут ты участвуешь в велосоревнованиях. И, ну, то есть это на лошади просто так сесть и поехать нельзя. Нужно тоже тренироваться, упражнения какие-то делать. То есть там целая индустрия связана с этим, так же, как и с а, спортом. Мгм. То есть на вело, конечно, можешь сесть, поехать, но как и Ну на да, лошади, ну но да, проехаться хорошо, с кайфом, с комфортом, мгм. Ну, мне это нравится, да, нужно уметь. твоя метафора, мне нравится то, что, типа, у каждого якутянина в крови вот эта вот лошадь, но так как для лошади нужно много очень условий, то есть это либо жить в деревне, даже если ты живешь в деревне, нужно иметь много денег, чтобы содержать эту лошадь, чтобы было место, куда ее поставить, уход, овес там, добавки всякие. А велосипед за там, грубо говоря, за 15 тысяч можно бэушный велик нормальный, либо за 10 тысяч, либо самому собрать вообще за 5 тысяч. И как бы очень бюджетно можно купить велосипед и на нем кататься с минимальными затратами. А Мгм. лошадь, она Но все-таки если требует, да, много затрат. Но если понравится, и ты хочешь связать с этим свою жизнь, и есть же люди, там, ценители высокие, кто любит, типа, каких-то чистокровных жеребцов, там, каких-то классной масти, то в Мгм. велосипедном спорте то же самое. Можно, так сказать, показать свою, я не знаю, с как бы с размахом заняться Мгм. этим делом, и ты можешь, Купить купить себе какой-нибудь, итальянский велосипед за 1,5 миллиона ну, рублей. не обязательно итальянский. В Якутии же ценится больше, наверное, мощный, типа какой-то М. горный, премиальный, премиального сегмента с большим количеством скоростей, приключений, с амортизацией. Вот как в какой-то момент у меня такой был. Мгм. Ну, ты будешь ездить, еще и при этом, я не знаю, летать по этим сопкам. Или вот ты про сопки сказала, это же в велоспорте есть отдельно, когда ты по горам, Да, по типа кросс-кантри, трекинга. кросс-кантри. Вот, ну Это да, гонки по песчаной местности. ну типа как стиль жизни сделать себе, это же очень круто. Ну, вообще у меня вот есть такая, можно, ну, можно ли это назвать мечтой или нет, типа, потому что м, я много лет занимался именно гонками по песчаной местности и много изучал эту тему, даже на мировом уровне. Всех спортсменов прочекал, трассы чекал в свое время и тоже со спортом много YouTube каналов смотрел все подряд и хотелось бы якутский парк такой велосипедный, в котором бы находилось несколько трасс таких для новичков, для любителей, для профессионалов, которые супер высокого уровня, чтобы не только со всей республики приезжали к нам кататься на велосипеде, но и из других регионов на Сарево. Ну и вообще поднять этот вид соревнований на такой уровень, чтобы можно было и кандидатов получать, и, может быть, мастеров спорта по, если появятся трассы, тогда появятся и тренера, которые смогут вот эти, ну, судьями быть и присуждать вот эти категории. И кроме этого, вот в этом же парке можно было всякие памятники ставить, связанные с велосипедами, и домики для тех, кто хочет, допустим, поселиться там на некоторое время, там на 2-3 дня на выходные, просыпается, тут же готовит велосипед, катается, обедают, снова катаются. И так 2-3 дня на выходные. Может в пятницу, допустим, заселиться и в воскресенье уже после обеда выехать. Было бы круто, наверное. Мне кажется, очень хорошая идея, потому что вот в любом спорте есть уровень, когда ты просто каждый день это делаешь, а есть когда категория людей, которые в спорте хотят типа каких-то грандиозных вершин. И вот я знаю, в плавании, например, есть а, звание «Семь океанов». Это когда ты
переплываешь 7 океанов. Типа Гибралтар. Гибралтар. Короче, есть Да, да-да, Гибралтар. ты вот. Потом туда входит переплыть Босфор, то есть это пролив между Азией и Европой в Турции. Мгм. То есть пловцы, они специально готовятся к этим 7 океанам в течение там многих месяцев, потом специально едут в другую страну, там где-то еще в Японии, я знаю, получается, Гибралтар, потом э, в Азии, Мгм. блин, еще где-то. Есть, короче, список от 7 океанов. То есть они готовятся, чтобы в течение всей своей жизни покорить все эти вершины. Ну, И ты хочешь, чтобы океаны. В Якутске была такая трасса, чтобы сразу... Вот. И подожди, подожди, в Беге тоже, по-моему, такое есть. В триатлоне тоже есть, кстати. Да, ну в триатлоне тоже есть. Есть, ну, то есть пока я готовилась к триатлону и участвовала, познакомилась с людьми, у которых есть мечта, типа, пробежать в первую очередь достичь это 1/8, там 1/4, 1/2 и целую Мгм. дистанцию, и сделать это в разных странах. Где-то там есть в Италии, есть в Таиланде, есть, ну, окей, в Сочи, вот эти Ironman, Iron Star. Ну, то есть есть соревнования на Алтае, мало популярное. Не многие о нем знают, но оно все-таки там есть. Участников было не очень много. Вот. Я думаю, с велоспортом, если появится такая трасса в Якутии, мне кажется, она станет одной из популярных мест, потому что одно из самых редчайших диких мест, куда не так легко добраться, Мгм. ну, если рассматривать ситуацию в международном уровне, типа там, где велолюбители едут э, готовятся на комфортных трассах где-то в Европе либо в Азии, и потом покоряют разные вершины ну, по всей стране, либо по загранице, в том числе, например, в Якутии. Это было бы очень круто, мне кажется, для и поднятия региона, и для создания нового увлечения массового. Ну да, по поводу увлечений, тут если что-то в Якутске популяризируется более-менее, то туда приходит очень много людей и Мгм. бизнесов тоже. Но с велосипедами пока это не очень так связано. То есть у нас открылся Норвей парк, допустим, веревочный парк, и туда Мгм. вообще целые кучи народу постоянно ездят каждые выходные. Это у нас недалеко от Якутска, Табагинский мыс, это километров 20, наверное, от города. И туда, если летом приехать в любой выходной, там все парковки заняты, куча людей лазают по веревкам. Ну, Мгм. также Ну, и с закрытием границ в связи с, ну, с этими событиями, получается, люди уже за границу не уедут. Турция, Таиланд уже всем надоели. Люди, мгм. бюджетники, у которых есть проезд по России, они начали заниматься горнолыжным спортом. Ну, кто-то на горных лыжах, кто-то на сноуборде. И вообще, куда ни плюнь, каждый второй человек, бюджетник, он либо на горных лыжах, либо на сноуборде. И свой выезд он тратит на то, чтобы поехать в эти вот Шерегеш, либо Красную Поляну, типа такого, Мгм. типа такого. Ну и вот как бы есть куда стремиться, люди есть, нужно только дать определенный толчок, как ты говорила, чтобы люди Ну начали да. серьезно заниматься. Организаторов у нас, кстати, мало в Якутии по федерации. У нас раньше была Федерация велосипедного спорта, потом она Мгм. расформировалась, и вот недавно в августе 2022 года создалась новая Федерация велосипедного движения. Она Мгм. уже не связана со спортом конкретно. Она уже это и велоспорт, получается, и общественные мероприятия, там какие-то совместные с ГИБДД, либо администрацией ну, города какие-то акции.
какие-то Мгм. велопарады, допустим. То есть появился велопарад? Ну, раньше, кстати, парадов было больше, чем, чем в нынешнее время. Сейчас Мгм. водители постоянно пробки на улицах, и нам просто не разрешают по улицам города проводить вот такие вот. У вас, кстати, в Москве как с этим? Но для таких массовых соревнований, ну, вот недавно полумарафон московский был, Мгм, триатлон, ну, это территория возле Лужников. мгм. А, на одни из партнеров соревнований это как раз Московская федерация спорта, ну, государство, по сути. И они, администрация Москвы, ну, типа департамент Москвы, и они работают ну, Связки. в связке, да. То есть они на выходные предоставляют всю поддержку, оцепляют, приезжает очень много ГАИ, оцепляют дороги, полностью свободные становятся. То есть такое соревнование, как эстрада, например, дает возможность людям в выходной день свободно, без машин, проехаться по центру, по дорогам, Мгм. ну, без автомобилей вообще. А ты в То Москве есть уже и оно, сколько лет ты в Москве ну, живешь? 4 года. Я просто вот различные паблики читаю, вот велосипедные, плюс Мгм. еще в Телеграме несколько чатов таких российских. И такое ощущение, то, что в Москве очень часто проводят такие либо велопарады, либо пробеги, где дороги перекрывают, либо там... Абсолютно каждые выходные. Ну, потому что здесь, как бы это такая точка встречи, для многих, людей из регионов. То Мгм, есть, на соревнованиях не участвуют одни москвичи. Чаще всего это абсолютно различные организации, абсолютно различные команды, мгм, компании, туристы, международники. То есть там, спокойно приезжают, с ближайших регионов вообще без проблем мгм. со всем оборудованием, с велосипедами, с, ну, А водители как относятся к этому? да, привыкли. Здесь же Привык? постоянно какие-то Мгм, мероприятия. То м, есть, все уведомлены, и центр есть центр, типа мгм, тут проводятся мероприятия. А для автомобилистов есть всегда МКАД, есть, второе транспортное кольцо. Ну, то есть они мгм, едут в объезд, м, и они не встречаются. И м, вообще на выходные кто садится в автомобиль? То есть если ты в Москве, то ты идешь гулять, ты мгм. идешь участвовать в соревнованиях, посещать какие-то выставки, какие-то там, театры, заведения. То есть автомобиль тебе не нужен. На метро быстрее, либо на такси. Автомобилей нету, на такси тоже быстрее. Ну, то есть, Ну, у нас как, и у нас получается, мы в мэрию приходим, говорим, мы хотим провести в воскресенье такое-то мероприятие. Они говорят, вы что, водители как нас в пабликах будут ругать? Типа да, для но мэрии личный бренд, вот этот, репутация, по-моему, ну, они так говорят, как будто бы для них это выше, чем провести какое-то мероприятие спортивное для популяризации здорового для образа жизни. людей, Да, да. камон, это для улучшения качества жизни целого города. Мгм. Ну, то есть и Якутск — это, крупнейший город целой республики. И запрещают делать такое. Да, но что, то есть к чему стремятся людям из регионов, к чему стремиться горожанам, чем им заняться в эти дни? Ну, вообще, И была бы наша воля, мы вообще предлагали 2 раза в год проводить велогонку в центре. То есть мы бы на да, себя так всю так и организацию взяли бы, то есть велогонка по всему проспекту, туда-обратно, несколько кругов. Это вообще весело. У нас в 16-17 году проводилось 2 раза, 1 мая каждый год, и людям вообще такие зрелищные гонки по душе были. Я вот на велосипеде мгм. участвовал, еду, и со всех сторон толпа народу и орет, так болеет. То есть народу понравилось. Даже в комментариях там где-то в пабликах видел то, что типа говорили то, что побольше бы таких зрелищ. А почему перестали проводить?
Ну, не хотят, видимо, перекрывать улицы, чтобы не мараться, личный бренд, свою репутацию не портить. Может, просто не хотят работать, потому что, ну, в воскресенье никто не ездит на машине. Если едут, то за город. Центр тут вообще ни при чем. А о том, что будут перекрывать, могут предупредить заранее. Ну, то есть в Москве еще привыкли, но Мгм. несмотря на то, что привыкли, все равно везде идут информирование городского населения о том, что в такие-то часы вот эти дороги перекрыты. В Яндекс.Карты открываешь, и у тебя там везде уведомление о том, что, ну, помечено красным, вот эта дорога Мгм. там, с 00 до там, 8 перекрыта. Парад перекрыто, велогонки перекрыто. То есть не обязательно это спортивное мероприятие. Бывает, что и государственные там праздник гимна, праздник флага российского тоже что-то перекрывали. Ну, Там, по-твоему, и, чем больше мероприятий, тем лучше, да? ну, для столицы это как бы вынужденная мера. Ну, то есть для людей, для всей страны делают. А в Якутске, мне кажется, тоже должна быть вынужденная мера, и заниматься этим должны не частные предприниматели, а именно государство. Окей, не государство. Именно ребята из департамента спорта, из комитета спортивной, я не Минспорт. знаю. Минспорт. Да, а что они делают? Ну, сам Минспорт, он поддерживает, получается, вольную борьбу, бокс, Мгм. а, бег, бег он на частниках держится, но администрация туда приходит ради галочки, типа, мы тоже поучаствовали, предоставили разрешение, чтобы провести в городе вот это мероприятие. В чем заключается их работа тогда? Разрешение на проведение. Ну, вообще, ну, получается, их KPI, ну, то есть коэффициент полезной работы их результата, это то, что они кому-то что-то разрешили. Но так не может быть. Если людей наняли, посадили, они в ответственности за количество спортивно увлеченных людей в городе, любителей. Ну, то есть их KPI, коэффициент полезной деятельности, должен исчисляться в людях, которые занимаются спортом. Ну, может быть, у них другие показатели. Вот, Ну, нет, какие другие? ну Ну, ты, есть комитет спорта, нет, типа города. ты работал вообще в этой системе? Там же, типа, так, Ну, там же, я не работала, но это же элементарно, типа, если ты занят там экономикой, то это Мгм, типа богатство. Если ты спортом, спортивные люди, ну, типа здоровые. Если мгм, ты здравоохранение, то количество здоровевших людей и типа, ну, и заболевших. То есть, чем меньше заболело и чем больше вылетелось, то ты мгм, молодец. Ну, ты принял все меры, например, если ты на такой высокой должности. То мгм. есть, как бы это логично. Ну, Как? там, видимо, все по-другому работает. То есть и они работают, и им каждый день приходят контрольки какие-то, ну, типа задания, квесты. Они эти квесты, там им в день 20 квестов дается, эти все 2 квестов они должны выполнить и отправить по почте. Типа мы их выполнили, и все. Типа в То есть этом, они ничем не управляют, не руководят, они просто сами исполняют чью-то волю, ну, чьи-то это квесты. называется контрольки, типа среди чиновников это так называется, типа различные такие задания, которые они должны выполнить в течение дня и отправить по электронному, как это называется? ЕСД, Почту. электронная система документооборота, да, Мгм. То есть они занимаются тем, что делают много документов. да, типа такого. Но это все чиновники этим занимаются. И по такой системе все живут. Просто у нас, ну вот, например, я вижу, как это происходит в Москве, и вот есть такой прям герб роскошный, департамент там спорта, как он там называется, Москвы. Мгм. И, ну, то есть, например, в течение
года есть 52 недели. Мгм. 52 недели — это значит 52 выходных, там, суббота и воскресенье. Мгм. 52, по сути, мероприятия ты можешь сделать для людей, когда у них свободный день, и они могут как-то спортивно его провести. 52 всего. Мгм. И таким образом мы берем, например, зимой у нас зимние мероприятия, ну, лыжи там, я не знаю Мгм. что. Летом у нас летние мероприятия, ну, Мгм. летние месяцы там, что у нас есть? Бег, велосипед, то есть это же не круглогодичная история. Мгм. Потом осень у нас какие-то на лодках, на байдарках, на чем еще можно. И вот у тебя 52 всего мероприятия, которые ты можешь провести для людей и вовлечь их в здоровый спортивный образ жизни. Мгм. Ну, Не, просто, обеспечив их локацией, да, обеспечив их просто, целью, да, у них все ну, заранее расписано, все контрольки к ним приходят, то, что они должны выполнить. Мы, допустим, вот даже с Минприроды, кстати, сотрудничали и сотрудничаем. Ну, и у нас иногда есть желание с ними какие-то мероприятия провести. А они говорят то, что у мгм. нас очень много вот этих самых контролек, заданий, то, что мы приходим чуть ли не в 9-10 часов вечера домой выспаться, а в выходные нам нужно отдохнуть. Поэтому мы не можем с вами провести вот это какое-то мероприятие Ну, походу, совместное. им тогда нужны дополнительные силы, Ну, людей не хватает везде у нас, да? даже среди чиновников. И плюс еще сокращение штатов же постоянно. То есть было время, когда чиновников сокращали на 40%. И как бы постоянно вот эти чистки, сокращения идут. Но вот эта работа, она увеличивается, и она распределяется на тех людей, которые остаются. Мгм, да, я поняла. Ну, то есть у них у самих сил не хватает, чтобы обеспечивать людям Ну и чиновники, уровень спортивного. чиновники у нас в Якутии это вот делится на два типа, ну, по моему мнению. Это вот те, кто по знакомству какие-то, короче, шишки, которые Мгм, руководят, и рабочие лошадки, которых туда, может быть, даже по объявлению набирают, но они там выполняют такую работу, то что до 12 часов каждый день батрачат. Ну, мгм, зато у них есть соцпакет, 13 зарплата, отпуска там и так мгм, далее. мгм, Ну и, соответственно, у них нет времени, чтобы какую-то левую работу, ну, те же вот помогать в мероприятиях, каких-то соревнованиях, участвовать. м. Все А плохо в что этом они плане. тогда... они вот взяли минимальный пакет, типа бег, борьба и бокс, Мгм. и им занимаются, да? Мгм. Ну, как-то Ну, так. теперь... Ну, понятно. Ладно, не будем о плохом. А, Мгм. Тут были вопросы к тебе из Телеграма, чата по поводу того, как ты вообще тренируешься. Ты все 4 года в Москве, и сколько лет ты профессионально начала? Ну, не профессионально, а так вот осознанно начала к соревнованиям готовиться. Вот мой заход начался с Новосибирска, что я наконец-то, если до соревнования по полумарафону моему первому, я тренировалась всегда хаотично. То есть Мгм. сегодня там пойду в зал, завтра там побегаю в парке, послезавтра еще что-то поделаю. Ну, то есть у меня просто не было цели, и я могла не заниматься ничем месяц, потом Мгм. уходила, например, в спорт, и это не давало никаких результатов, потому что нету не статистики, а нету стабильности. Стабильность, дисциплина очень нужна. Да, то есть не нужны сильно интенсивные, изнуряющие тренировки или длительные. Нужно просто понемногу, но постоянно заниматься тем, что тебе нравится, тогда будут очень классные результаты. Так вот, попутно, чуть-чуть вникая в эту тему, ну, будучи одна, я скачивала себе приложение типа для велоспорта есть Strava. Знаешь Мгм. Stravу? Да, да, конечно. Вот, Strava, и для тренировок просто есть Nike тренировки, Adidas и Мгм. были.
раньше. И для бега еще Nike Running есть. Мгм. Вот, я, в общем, это все себе скачала и все начала проходить. Типа, как игра. То есть каждый день такая там пыталась записывать себе тренировки по бегу, в Мгм. Страву тренировки по велу, то есть туда-сюда. Это такая соцсеть, кстати. Ну, Поэтому и это было интересно. у меня по Страве 2 года премиум был. Премиум дает еще дополнительные возможности. Но смотреть статистику, по-моему, там что-то Мгм. чекать можно. Скачивать. Участки за собой. э, Да, еще уча- скачивать. Скачивать еще можно треки. Ну, треки в треки. формате, в формате GPX можно треки скачивать. Чтобы можно было посмотреть ландшафт. Ты любой трек, даже не свой, а какого-то друга, можешь скачать и его загрузить на свой смартфон, либо трекер, и по этому же маршруту проехаться. А если у Мгм, тебя нету поняла. премиум аккаунта, то ты не можешь его скачать. Типа Поняла. Значит, такого. у меня, походу, не премиум был, наверное. Мгм. Поняла. Там у меня было, что я проезжаю по какому-нибудь маршруту, и потом мне М. писала, типа, у вас, типа, самый лучший результат на этом участке. Я такая, Мгм. о, да, тут больше никто не ездил. Я Ну, шучу, да, шучу, в Новосибирске ездили. ну, вообще у нас по Страве мы вот втроем, получается, Илья Архипов, Илентий, такой велосипедист заядлый. У него на YouTube канал еще свой есть. Потом Вова Тимофеев и я. Мы втроем, короче, жестко тренировались. Круглый год на санке крутили вообще нереально много. И сбрасывали свои тренировки в Страву. Я, естественно, все свои тренировки закрывал, делал закрытыми, чтобы никто их не мог смотреть, кроме меня. А, Да, а вот Вова Тимофеев, он, получается, у него открытые тренировки были, но он типа в чате нам говорил то, что я нынче вот в этом месяце на 12 месте среди всех спортсменов по вело в России, то есть на 12 месте. И он каждый день тренировался. мгм, А у меня мгм, на тот момент, типа, объем тренировок был в 2 раза больше, чем у него. То есть мгм. по вело у меня было в 1,5 раза больше объема, а плюс еще у меня был кроссфит и бег. Бег у меня тоже каждый день был. То есть, соответственно, я так делаю вывод, то, что если он был на 12 месте в тот месяц, то я, скорее всего, где-то в топ-10, наверное. Ну, это надо еще посмотреть, сколько у других были, ну, эти интервалы между ними. Может быть, там 10 человек, у всех разница там пару секунд. И, может Мгм. быть, ты вообще топ-1. Тут как бы не угадаешь, надо узнавать. Ну, смотреть, сколько было топ-1. Мгм. Ну и Понял? в общем, да, ну и в общем Ну, этот... либо у кого-то одинаково. Мгм. Короче, тут может быть. Да, ну и Но это очень круто. после Стравы и Найка ты перешла, получается, на другую систему тренировок, да? Вот, я пользовалась и тренировалась одна, Мгм. но когда у меня появилась цель, наконец-то, с покупкой этой слота на полумарафон, я Мгм. наконец-то поняла, куда мне, сколько, зачем, почему и вообще как тренироваться. Мгм. Вот, у меня сразу я себе обеспечила компании, то есть звала там друзей с собой тренироваться. Мгм. И еще попала на момент, когда была пандемия, и все боялись выходить на улицу, все Мгм. закрылись дома. Но мне стыдно, но мне было пофигу. Но Мгм. я садилась на велосипед и уезжала куда-то далеко от Мгм. города. То есть я Мгм. там не ходила, никого не заражала, и болезнь нигде не ловила. В общем, велосипед мне позволил дышать полной грудью. Мгм. Провести комфортно, не сойти с ума во время пандемии. Кстати, Вот, во, и во я... время, во время пандемии все веломагазины были пустые. У вас в Москве тоже, наверное, Почему? Типа, все, да, все скупили, вообще безумие случилось какое-то. да? 2 года. Это правда, это Мгм. правда. У меня же велик украли, и я пошла в Мгм. магазин, и тоже и велосипедов нет. Единственный был вот моего размера, и я взяла, и все. И Мгм. больше не было. Мгм. Все, ну вот с этого, да. И мы потом еще в Москву приехали и пошли заменять еще украденный велосипед. И там просто как безумные все скупали велики, прям сметали их с Мгм. полок, тут же прям перед нами шли. А мы такие, все, ну ничего не досталось. И эти
ребята в магазинах звонили в другие филиалы по всей Москве, такие, у вас осталось что-то? Нет, у нас нет. Вот Ну это да. прям вот, это была не пандемия коронавируса, а пандемия скупки всех велосипедов по всей стране. Да, но это было 2 года, именно год пандемийный и после этого год. А Мгм. после этого все стабилизировалось. Люди уже... Так стабилизировалось, потом мобилизация, и велосипедов нету, и импорта никакого. Тут М. вообще продолжается штормение Ну, жесткое. зато говорят, типа, это хорошо, то, что появились новые бренды, типа российские. Тот Ну же, да, отечественное производство. тот же Шульц, ты, наверное, слышала, да, про эту марку? Нет, еще это что? Питерская компания, типа, делают туристические тяжелые стальные велосипеды, бюджетные. Якобы, Стальные? ну да, сталь, хромолибден. Они очень тяжелые. Может, они с двигателем, типа? Нет, просто обычные тяжелые байки. Стальные, да. Ну, для туризма норм же. Я поняла, да, для туризма и для, может, городской среды, Мгм. Ну вот, возможно. бывают же велосипеды, самые популярные велосипеды, если взять тройку. Это алюминиевый байк, Мгм. сплав 60-61, Ну самый да, да. популярный. Потом есть стальной велосипед, есть ну, стальной с добавлением хромолибдена. И есть карбоновый велосипед, который у тебя вот Мгм. второй байк. И Мгм. получается, алюминиевый велосипед, он максимально, э, как сказать, он, у него высокая усталость металла, у него Универсальность. он легкий, но у него усталость металла такая, то, что жизненный цикл этого велосипеда по гарантии от 3 до 5 лет. Кроме Мгм. этого, он очень жесткий. Если ты будешь по асфальту ехать плохому, то все эти трещинки на асфальте, все кочки будут максимально тебе на позвоночник ударять на алюминиевом Мгм. велосипеде. На стальном велосипеде ситуация чуть получше. То есть сталь, она как вот эти вот... На дверях же есть вот эти пружинки, которые дверь открывается Мгм. и пружинка обратно возвращается. То есть сталь, она Мгм. хорошо абсорбирует. И вот эти кочки на асфальте, они уже меньше влияют на тебя. М. Ну, как-то Типа сглаживают. вел на себя берет всю Да. рельефность. И с карбоном та же самая ситуация. То есть карбон, он одновременно легкий и одновременно еще абсорбирует все кочки, вот эти М. неровности. Это вот преимущество карбона. Легкость и абсорбация. Это, Мне перед это, глазами пробежали все мои катки на короче, карбоне. Я такая, так, насколько эффективно это было небольшой, обсервация. небольшой ликбез, да. Да, знаешь, что я заметила еще, что у шоссейников, ну, горные, шоссейники, гравийники, есть посадка, Мгм, типа руль. Когда он чуть-чуть приподнят, ну, руль, мгм, и, ну, то есть твой корпус, собственно, чуть-чуть выше. мгм, И так ездить э, комфортнее, точно, но на шоссейниках вот руль, он ниже. мгм, То есть вот 2 посадки раз, вот 2. мгм, И на, получается, параллельной или прямой посадке, я не знаю, как называется, на шоссейниках можно мгм, ездить дольше. То есть там 40-50 километров, 80, да? мгм. Вот. Э, Но если ездить на этом велосипеде по городу, то Ну, на шоссейниках Э, по городу не да, поездишь. проблемы начинаются с позвоночником. Это может быть неудобно, может быть Мгм, тяжело. То есть вот этот момент, в мгм, каком у тебя положении руль, типа мгм. какая там посадка, она тоже очень... Геометрия это называют. Слышал об этом? Типа геометрия Да, руля. ну, типа МТБшная посадка, шоссейная посадка, гравийная, Мгм. типа 3 разных посадок. Кстати, вот велосипедисты, шоссейники, они когда тренируются, ну, у всех станки дома, у профессиональных спортсменов станки, когда они велосипед свой ставят на станок и крутят педали. Мгм. Ну да, да. Да, и получается, они когда крутят педали, они м, м, как бы у них посадка такая более вертикальная. Они просто верхний Мгм. хват используют и крутят педали.
А во время Мгм. соревнований они в основном только нижний хват используют. То есть у них как раз-таки параллельные позы. Мгм. Ну, для максимальной Да. аэродинамики. Ну да, аэродинамика, и когда ты едешь на большое расстояние, чтобы просто лечь, там Мгм. такие подлокотники еще могут быть, и Да, это лежак. улететь. Да. Мгм. Вот, Так, есть эти соревнования, на которых запрещены лежаки. 10-й раз задай этот вопрос какой? легендарный. Какой? Расскажи про соревнования. Я готова рассказать. Мгм. Ну, Ой. как обстоят дела с соревами? Короче, после Ластрады вот этих вот ситуаций я подготовилась и попала на полумарафон, после чего все, мне снесло крышу, я стала проверять интернет на наличие вообще всех существующих соревнований, в которых я могу участвовать по бегу. То есть после вот этого единого раза в Новосибирске я уже после чего? После этого я переехала в Москву. В Москве я стала искать вот эти соревнования. Там есть крупное беговое сообщество, то есть это организаторы, которые работают в тандеме с, вот опять же, Москвой, департаментом Москвы, с Лужниками, с спортивными комитетами, то есть это такая ассоциация, вот, она, наверное, отдельно существует от государства, но партнерится с ними. Называется «Беговое сообщество». Они организуют в Москве в течение года несколько мероприятий, такие как Московский марафон, полумарафон, что-то, по-моему, Лисья гора, Быстрый пес. Мгм. Это забег с собаками. То есть ты должен пробежать на поводке со своей собакой. И медали надеваются на тебя и на твою собаку. То есть у меня нет собаки, поэтому я не могу в нем участвовать. Так. Потом есть организаторы, это велоспорт, такие как Ластрада, и они не только в Москве. Я участвовала и в Москве, и в Сочи. То есть можно машину закинуть в велосипед, поехать в Мгм. Сочи, там проехать просто невероятную трассу, тоже специально все перекрывают. Сочи это один из, ну, может быть, второй популярный город во всей России, в котором очень много соревнований, под которые перекрывают дороги. Мгм. Перекрывают дороги, либо водоемы, там дежурят МЧСники, везде, ведь соревнования, там и скорая помощь должна быть, и МЧС машинка, и, Ну, это после и Олимпиады, видимо, да? Когда... нет, это вообще везде всегда. Но это как повсеместная практика, потому что вот все пришли, справки свои дали, сказали, что они здоровы, ответственности на организаторах нету, ребята участвуют, но на моем опыте скажу, что первом же своем соревновании в Ластраде в Москве буквально через там 5 метров после старта лежал какой-то дедушка покалеченный, то есть столкновение на старте произошло, когда только М, люди начали ехать. И, конечно же, ему нужна скорая помощь. Ну, то есть он лежит, непонятно, насколько серьезен ушиб, там кровь, и ему помогли. Ну, как бы Ужас, ужас. всякое бывает, это Мгм. нормально. Э, как бы куда без разбитого носа. Ну Вот. да, Но но он был в вот шлеме, и все в хорошо. этот Ну а чё? В Москве также есть Чулково, где проводятся вот эти вот велоджеренс компания, тоже частная. Они, Мгм. получается, в Чулково делают много-много трасс самодельных. И там эта трасса, она является самой сложной по всей России. Сюда приезжают в Москву много со всех регионов, короче, спортсменов, чисто чтобы поучаствовать в соревах, которые в Чулково проводятся. Мгм. И там, получается, в каждой гонке участвует по 150-200 людей. Из них Мгм. человек 10 на скорой помощи, короче, увозит. Ну, кто-то Ну да, да. ключицу ломает, кто-то еще что-то. Да, поэтому, кстати, на каждом соревновании есть регламент, во-первых, оборудования твоего велосипеда и тебя. То есть без шлема тебя не пускают, без
Иногда запрещен драфтинг. Драфтинг — это когда ты Мгм. садишься на хвост к другому велосипедисту. Иногда запрещен драфтинг либо вообще, либо он разрешен однополый. То есть если ты мальчик, ты можешь с парнями сесть к ним на Мгм. хвост. То есть вы в одной категории участвуете среди мужчин. Если ты девочка, то какой-нибудь женщине, ну, девушке сесть на Кстати, хвост, у можно нас, ехать. у нас вот позавчера была велогонка, может быть, Мгм. лосиные бега. И там, короче, у нас в категории женщины первое место выиграла Анюта Попова, а второе место Мгм. Мирана. И, в общем, получается, одну, получается, спортсменку один пелотон довез, а другую другой пелотон. То есть, Серьезно? да, типа, ну, у каждой, короче, свой пелотон был мужской. Вот на такой случай Мгм. запрещаю драфтинг разнополый, однополый, потому что оставляют однополый, то есть они бы тогда драфтили друг с другом, и был бы вот этот соревновательный момент среди женщин. То Мгм. есть одна везет, потом тебя другая, и ты ее везешь, и потом кто в итоге на старте сможет вырваться, ой, на финише вырваться вперед, и есть какой-то азарт. А Не, ну, с так, блин, другой, это, не, ну, с это другой не стороны, спортивно, то есть не, тебя ну, парень довез, и тебя, и как бы соревновались парни или что, мгм. как это вообще? Не, ну, с другой стороны, Покровский тракт, если ты в Якутске была, может быть, слышала, Покровский тракт, он узкий очень. Мгм. Там иначе никак. То есть очень узкая, и машины мешают, поэтому хочешь не хочешь, но в этой ситуации, мне кажется, иначе никак. А вот есть Вилюйский тракт, он пошире, и там проводятся тоже шоссейные гонки. И там, в принципе, это правило можно было бы включить. Вот этот Мгм. гендерный, запрет гендерного Мгм. драфтинга. Ну да, иногда полностью запрещают, но там Мгм, обычно широкие трассы. Вот мгм, запрещают, катафоты запрещают, потому что все, что может от велика твоего отвалиться и мгм, попасть в другого, кто гонится за тобой, мгм. и помешать ему участвовать в соревнованиях, это все запрещено. То есть нужно снимать там держатели лишние левые, катафоты снимать, вот эти Багажник. подлокотники, багажник снимать и раму тоже Какую нельзя. раму? Ой, Раму велосипед. крыло, А, крыло. рама. Типа на колесах такой едет. Мгм. Так, ну так вот, по Саревам. Посмотри. Ну Опять. вот, в общем, проверив информацию по всем соревнованиям, я всего взяла по чуть-чуть. Я взяла себе там слотик на бег, слотик на, вот опять же, первый у меня был Ластрада в Москве, потом слот на триатлон я не брала. Ну, то есть и на трейл. То есть трейл — это тоже отдельный вид удовольствия, когда тебе нужно бежать, но по вне дороги, либо в гору, либо вброд Это где переходить. было? Это тоже в Москве Лисья гора называется. М, Это триатлон, мгм. прям конкретно. Есть еще Крылатский трейл, я туда пришла, соревнование началось, все забрались в гору вот в такую. Ну, А Крылатские холмы там там вот сколько, так вот. сколько вообще километров там? Маршрут можно, слоты есть разные. Есть на Мгм. километр, есть на, по-моему, 6 и на 8. Максимально 8? По-моему, 8 в трейле. У Ну, нас, там зависит от трассы. у нас по 50 километров проводят, там по 20 с лишним, по Ну, 30. это отдельный организатор, мне кажется, есть такой, который занимается типа ультрамарафоном. Ультрамарафон — это М, сотка. И есть длительные трейлы, которые там 50-100 километров. м. Вот. Но Ну, это вообще, туда идут конкретно определенные да. люди, которые могут. Мгм. Вообще твоя подготовка на срывы, она какая? У тебя есть тренер? а, Мой беговой тренер — это мои приложения. Мгм. То есть Nike Running либо Apple Watch часы. Ну, то М, есть здесь нужно делать каждый день какую-то тренировку 30 минут. Я просто для себя контролирую, чтобы 2 раза в неделю стабильно у меня был бег. мгм. Если
дело движется к соревнованиям, я смотрю, чтобы у меня было по 5 километров. Если я бегу полумарафон, то я хотя бы пару тренировок пробегаю 10-20 километров, потому что, ну, чтобы постепенно наращиваю вот эти... А по велосипеду? С велосипедом другая немного обстоит ситуация. В течение года в сезон, когда можно кататься, я ездила на велике по 10 километров, по 30. Каждые выходные старалась выехать куда-нибудь, может быть, за город, типа на электричке. Там ты проезжаешь, условно, 50 километров, возвращаешься домой. Или 100 километров, возвращаешься домой. То есть это такой был любительская подготовка. Для меня, человека с Якутии, вообще было сложно представить, что есть тренер по велосипедному спорту. Ну, типа, что это? Я же на нем в магазин езжу. Типа, может, мне еще тренер для автомобиля? А ты станок Типа, себе купила, нет? станок нет. Ну, я движусь к этому. Так вот, но когда я поняла, что я хочу участвовать в триатлоне, логично, что есть тренер по триатлону. То есть и логично, что он тебя будет тренироваться плавать, вело крутить и бегать. И я какое-то время искала в Москве через приложение Профи.ру тренера по триатлону, либо что-то нехотя по бегу, а с другой стороны, я такая думаю, я и так все там знаю, зачем мне? Есть книга типа 20-80 называется. Ну, это что надо тренироваться 80% медленно, на низком пульсе и 20% на высоком. Ну, в общем, есть такая книга, советую ее, называется 20-80 или 80-20. Она поможет вам в подготовках Ну, самостоятельно. вообще, я смотрел 3-часовой, получается, встреча была с Александром Поповым, который олимпийский чемпион по плаванию. И он говорил то, что 99% всех тренировок у них на пульсе 120. Да, типа на низком пульсе, потому что, ну, там свои физические процессы, когда организм привыкает к нагрузкам без вреда для сердца, и потом только в 20% всего ты на высоком пульсе делаешь какие-то упражнения, подготавливаешь, чтобы чуть превысить свой уровень средней, ну, сложности. И начать его уже адаптировать, как, ну, приучать свое тело к более сильным нагрузкам, при этом не поднимался, чтобы пульс. Так вот, но в России, скажем, триатлон не бюджетный спорт, поэтому найти тренера не за экстремально высокую стоимость, при этом, чтобы он мне понравился, мне было комфортно с ним заниматься и искать вообще такого тренера. Мне было сложно, поэтому просто так совпало, что когда я была в Таиланде на зимовке, в течение 3 месяцев ребята, с которыми мы были в Тае, нашли спортивный клуб по советам коллег, друзей, знакомых из Москвы, которые тоже ездят в Тай и увлекаются триатлоном или плаванием, в основном плаванием, наверное. Они порекомендовали спортивный комплекс. И в этом спортивном комплексе подготавливают конкретно к триатлону. Там еще есть какие-то направления, ну, да, подготавливают к триатлону, Да, это да. типа вообще вау. Это было фантастиш, типа мы туда доезжали на велосипеде минут 30, огромный спортивный комплекс, там бассейн 50 метров, это спортивная олимпийская длина. Обычно бассейн 25, это норм, чтобы, в принципе, на нем заниматься, но если ты хочешь участвовать в соревнованиях, все-таки нужно 50 метров. Вот. Даже в Новосибирске всего один такой бассейн. Вот. Конечно, в соревнованиях по триатлону, в которых я была, там либо открытая вода, либо такой бассейн, там разметку делают вот По такой кругу, вот да? зигзаговой. Зигзаг.
зигзагом. То есть Мгм. ты вступаешь в бортик, проплываешь до конца, разворачиваешься, плывешь обратно, ну, чуть-чуть левее. Мгм. Потом смещаешься опять и плывешь в ту сторону. И вот так, пока змейкой не проплывешь полностью всю площадь бассейна. То есть так, по-моему, 6 кругов, 6 Жесть. поворотов, 6 380 метров получается. Это 1/8 Мгм. триатлона мы плыли. Вот потом оттуда выбегаешь, бежишь в зону И всех, велосипедов, там всех одновременно пускают, что ли? Или нет, по очереди. Там по же у очереди? тебя идет чип крепится на Ну да. ногу. Мгм. И ты, когда пересекаешь эту, ну, опять же, такой коврик с Мгм. магнитным или каким там сканером чипа этого. Ну да, там А, типа система разделка. Ну, то Раздельный есть, да, старт. получается Раздельный старт очередь. получается. Мгм. То есть там такой флажок, первый Мгм. пошел, флажок, второй пошел, и вот так вот бесконечная вереница. 11 волн мужских было и 3 женских по там 30 Нам человек. вообще в Якутске чипов вообще жестко не хватает. В беге вроде есть чипы, но у нас на велосаревах вообще ни разу не было, чтобы чипы были именно. Так, это одни и те же чипы. Ну да, Ну, в но смысле, нам чипы их, с... их никто не даст просто. А почему нет? Там вроде аренда супер дорогая. Это вроде бы даже, может быть, и частник дает эти чипы. Мгм. И там аренда этих чипов очень дорогая, скорее всего. Ну, типа, может быть, даже такое-то, что на одну сареву аренда вот этих чипов и оборудования стоит 1300, допустим. Мгм. То есть это бюджеты как бы не такие, чтобы Но оно на то и выходит, ведь человек платит за слот участия. Вот давай сейчас таки Мгм. скинем все Мгм. эти занавесы. Эм, Стоимость в Москве слота для бега колеблется около там 1000 рублей. Слот на трейл тоже около 1000 рублей. Забег полумарафон, марафон около 3000. Ну, то Мгм. есть либо 4, по-моему, полная дистанция это 4 часа бега, ну, то есть там стоимость уже больше, Мгм. организационных моментов тоже сложности больше. Там нужно еще во время бега кормить, воду, изотоники, ну, Мгм. такие расходные материалы для организации этого мероприятия. Они как бы тоже есть. Количество часов больше, эм, когда нужно закрывать дороги. Для триатлона слот 1/8 стоит 12 тысяч. Ничего себе. То есть, да, таким образом, если есть, ну, вело, Ластрада, ну, на сайт зайти, там, например, 2800 стоит дистанция, и дистанции там разные есть. То есть можно 5 километров, стоимость одна. А, ой, что я говорю? На велосипеде Ластрада 20 Мгм. километров, стоимость одна. 40 километров, стоимость другая. 80 километров, третья стоимость. То есть она Мгм. увеличивается. Ну, то есть, с одной стороны, для организации себе мотивации и классного приключения, достижения в жизни стоимость небольшая. Ну, там эти там 3000, Мгм. к которым ты готовишься полгода или год, там, и вот этот весь праздничный вайб, и, ну, стоимость небольшая. Мгм. Но для организаторов, когда у тебя там 1000 участников или 10 тысяч, Мгм. мы собираем по вот эти, там, берем, например, ну, 300 участников будет, умножаем на 1000 рублей, у тебя 300 тысяч. Вот ты окупил свои эти чипы. Мгм. Но соревнования стоят не 1000, а 3, например. У тебя еще есть 3. Мгм. 2 раза по 300. Ну, то Да, есть ты ну это... нет, ну в принципе у людей деньги есть, и они готовы тратиться. Просто тут Да, дилемма такая еще, то, что некоторые люди говорят, типа, зачем я буду принимать участие в Сареве, в которой, типа, раньше типа бесплатно проводили. Но с другой стороны, я тут вижу палку о двух концах, когда, типа, Сарева платная, но там нет условий. Либо
Ну да. Да, либо также платное мероприятие, но там вообще все условия есть для того, чтобы человек приходит на готовое, у него как бы все есть, и ништяки, и тот же раздаточный материал, там футболки, наклейки, там кепки. Ну, эти мероприятия, они проходят с палаточным городком. Там обычно все партнерки ставят свои эти какие-то зоны, где можно почилить, детям сделать аквагрим. Вот, например, а, есть Swim, Swim Waters, по-моему, называется, X Waters или X. Короче, тоже организаторы, которые устраивают заплывы. Э, и ребята плывут милю, 1,5 мили или 2 мили, что-то там километр, что ли, ну какие-то дистанции. Мгм. И их проводят по всей России. В Нижнем Новгороде, в Сочи, там где-то в Москве в каком-то тоже Крылатском, что ли, Мгм. там канал тоже в открытых водах, в общем, делают. Мгм. И когда проводят мероприятия, там есть отдельно для участников водного направления, потом для детей какой-то заплыв и для женщин. Вот, кстати, в Iron Star я участвовала, когда в 1/8. Там проходит в одно время, например, утром Iron Star, то есть там мужчины, женщины. Мгм. Потом после обеда идет Iron Lady, и там женщины бегут 5 километров. Там только бег, только женщины. То есть, если ты приехал со своей семьей, ты сам с утра пробежал дистанции, там Мгм. 1/8, Мгм. твои близкие, семья тебя поддержали, дети, жена там или родители. После чего проходит все награждения, ты тусуешься в этом палаточном городке, есть сцена, есть ведущий, есть какая-то даже программа. Потом в обед твоя жена или твоя сестра, твоя девушка бежит в Iron Мгм. Lady 5 километров, и там в конце всем девушкам дарят розу. Ну, типа, это очень красивый такой жест. И потом, после Iron Lady, сразу же идет Iron Kids. Там бегут дети. Мгм. И Мгм. точно так же праздник, аквагрим. То есть за день вся семья имеет возможность посоревноваться, э, повеселиться и классно провести время. Короче, повод завести девушку и детей, да? Да, ну это типа праздник, это Мгм. мероприятие не только для спортсменов там, или любителей, это просто для всей семьи классное времяпровождение. Пред, Мгм. пр- Время предпревождения. Ай, устала говорить, наверное, Мгм. уже. Так, Ну, в общем, ну да, у нас в Якутске, если на велотематику смотреть, то 2 раза проводился Реактив Байкфест. Это получается, один предприниматель взял на себя, а, как, ну, короче, сказал то, что я проведу для вас фестиваль инициативу. велоспорта, да, инициативу. И 2 года подряд проводил для нас вот этот фестиваль. И там тоже пытался привлекать каких-то партнеров. Но партнеров не особо много было. В первый раз там 2 каких-то партнера пришло. Один веломагазин, не будем называть имя кто, и кто-то еще, да. А во второй раз никто не пришел. Но тем не менее, народу понравилось, хоть какое-то разнообразие. А так в будущем, я думаю, фестиваль велосипедного движения проводить это очень, ну, в ближайшее время надо. То есть либо в этом году, либо на крайняк в следующем году. Но фестиваль именно нужно проводить. У нас скоро, 26 мая, проводится вот этот Конго Фест. Это вот мастер Ник Евгений Никифоров. Ну, ты его, скорее всего, не знаешь. Сначала Конго Фест это просто был как туристический маршрут, поход, велопоход для всех своих друзей. Там приходило по 10, по 20 человек. Потом с прошлого года или позапрошлого он сделал это как платное, как бы коммерческий проект, превратил это в коммерческий проект. И в прошлом году на фестивале его Конго Фест приняло участие 80 человек.
80, прикинь. Ну да, это хорошо. Да, и в этом году, скорее всего, больше 100 человек, наверное, будет, если, Мгм. если так смотреть на возрастание количества участников. Но вообще с каждым годом количество велосипедистов растет, и, соответственно, необходимо для них проводить вот такие вот мероприятия. И люди, которые захотят заплатить деньги, в принципе, есть, всегда будут. Вопрос только в том, как грамотно ты все это сделаешь. Потому что есть ответственные организаторы, грамотные, которые все сделают как надо. То есть там все будет присутствовать. Привлечет максимальных партнеров, там, других Мгм. спонсоров там и так далее. А есть те, кто там вход сделает там 500 рублей там или 1000, а спортсмены придут на старт, а ничего нету. Ну, как бы это другой Мгм. вопрос в этом плане. То есть, если проводить, то надо проводить максимально так хорошо, чтобы и призы были участникам. Потому что когда ты проводишь соревнование какое-то, и в конце награждения медали, грамоты, и никакого приза нету, Мгм. это как-то зашквар, по-моему. Ну, кстати, чтобы прям призов, обычно на всех этих соревнованиях, в конце, на финише, если ты его пересек, тебе, надевают медаль участника. Мгм. Вот, и это уже как бы твой приз, что ты сам, ну, типа, философия этих соревнований такая же, любительских, что ты Мгм. борешься не с ними, а сам с собой. И что ты смог достичь финиша, ты победил себя, и ты типа, вау, ну, ты Нет, сделал это, ты ну, готовился, ты... у нас, если Но, мы... но Да. есть еще, ну, то есть это уже приз, Мгм. но есть в этих соревнованиях попадаются и спортсмены, которые важно быть первыми среди там 80 человек, среди 100 тысяч, там 10 тысяч. И вот тут уже организаторы либо выбирают топ-3 мужчины, топ-3 женщины и дарят им медали особенные, ну там уже с гравировкой этого мероприятия, этого года. Вот, дарят букеты и, ну, может, шампанское видела, но что прям подарки, я не помню, может, просто я не видела. Вот. И классные организаторы, на мой взгляд, они дарят не только мужчинам, женщинам первые 3 места, но и по категориям. Категории конкретно возрастные. То есть есть мужчины по возрастам и женщины по возрастам. И там выделяют, типа, женщины там от 18 до 24, от 25 до 29, от 30 до 35, от 36 до там 40, или там уже больше берутся Мгм. разъемы. И получается там от 50 до 60, и даже бывает от 60 до 70, ты представляешь? Мгм. Типа, и мне вот такая награда, ну, разделение наград, вот то, что их зовут на сцену, 3 лучших человека там в категории среднего возраста, старшего, там, зрелого уже. Мгм. И выходят реально женщины, мужчины, которые до сих пор остаются в форме, и они сильно вдохновляют своими победами других людей в их же возрасте заниматься спортом. Ну, Мгм. э, как бы для любительских соревнований вот такое вот разделение мне очень нравится, ну, поощрительное. И там даже не важно, что тебе подарят, а вот сам вайб, то, что тебя наградили, тебя отметили, позвали вот на трибуны, и первое, второе, третье место сфотографировались, и это вот очень классно. Даже медали достаточно уже, То есть, ну, грубо говоря, для нашего Якутска 30 человек пришло на сревы, и все мгм. 30 получили медали, типа в своих категориях. Да, а почему нет? Вот Ну, у меня первое место. Угадай, сколько было участников? 3. Нет, ну, там как, короче, это, и причем не просто первое место, не в беге, не в веле, а прям в триатлоне, у меня реально первое место в триатлоне. На Алтае Мгм. в дистанции 1/8 было много участниц, но так получилось, что в моей возрастной категории было 2, я и еще одна девушка. Но вторая девушка была триатлонистка, Мгм. типа.
я победила другую триатлонистку. Ну, типа, я участвую там второй раз в жизни вообще. Мгм. Причем первый раз меня дисквалифицировали, я там не уложилась в плавание. А тут я второй раз прохожу, то есть я уже победила себя, а потом еще узнаю, что победила единственную соперницу, но она была отличной спортсменкой. То Мгм. есть, ну, там буквально чуть-чуть, но я в беге ее совсем чуть-чуть, но бег, окей, у меня был классный. А у И нее, меня наградили. у нее не ДНФ была, она просто, типа, Она медленнее была. оказалась, она в зимних видах спорта триатлонистка. Там идут лыжи и еще что-то я забыла. Мгм. Что Велосипед, велосипед, лыжи и что-то еще. в зимнем виде спорта. Ну, то есть Бег, она, лыжи и велосипед. Да, точно. наверное, да, Мгм. вот так. Ну, то есть для меня это вообще фантастика была. Я вот после этого вообще в себя поверила и поняла, что мне бросать не надо. Я участвую дальше. Мгм. Я после этого была готова идти уже к тренеру и готовиться уже серьезнее к соревнованиям. То есть это меня смотивировало, и мне пофигу, там был один, два человека, три, то есть я что-то могу. Если Мгм. ранее я вся вообще не верила, что ну куда мне и спорт. Типа, Мгм. чё? Я Кстати, думала, что я плавать не у научусь. нас бывали случаи, когда, типа, делали какие-то разделения, вот такие вот, как ты говоришь, там, Мгм, по 3-4 категории в каждом, ну, возрастные, да, и мгм, приходило на старт а, человек 20, например, но большинство в категории мужчины, а вот в остальных мгм. категориях количество участников не набиралось. Ну да, но Где-то по одному, где-то по два, где-то вообще никто не пришел. И, соответственно, вот эти медальки, которые были изготовлены, они на мусор, грубо говоря. а чё, их нельзя переплавить? М, Ну, как Подожди, бы, заранее можно же увидеть, сколько у тебя участников в какой категории. ну, То сейчас есть ты уже, видишь... нет, сейчас уже, да, появилась вот это вот удобный сайт, где можно регаться. А, А раньше ну тут да, такого да, не было. да, я поняла, ты прав. Мгм. И вот знаешь, когда соревнования проходят, всех наградили, и среди людей идут обсуждения. И вот, например, есть люди, которые такие, блин, в категории, например, там женщин 40-45, медаль никому не достался, потому что никто не пришел. И вот я бы в этот момент подумала о том, что если раньше бы я считала, что куда мне, там есть спортсменки, которые лучше меня, и зачем мне туда вообще идти? Ведь кто в 40 лет там идет заниматься спортом? После того, как я узнала бы новость о том, что медали никуда не ушли, во-первых, я подумала, что у меня нет конкуренции, и если я на следующий год пойду, то они мои. Это безусловно. Во-первых. Во-вторых, я бы подумала, что ну, организаторы подразумевают, что люди в 45, там, 50-60 соревнуются. Бег, велоспорт, неважно. Мгм. И они ждали меня там, значит, это для меня, и я тоже могу пойти. Это не для молодых там только и строптивых Да, спортсменов, но и круто. для всех. И тогда, ну, то есть, я думаю, такие моменты, они привлекли бы людей. Мгм. Ну да, круто. У меня был знакомый, который сказал, я хочу участвовать в триатлоне в Iron Star, а я английский знаю, что это железный человек. И я вижу, что этот парень, ну, который мне это говорит, но он совсем не Iron Star, вообще, ну не спортивный. И я так посмотрела, такая думаю, ну, я ничего не сказала, такая думаю, ну что, сейчас этот чел тоже достигает каких-то очень классных результатов. Ну, то М, есть я знаю, что, ну, прошли годы, он реально участвует, и у него мгм. очень высокие показатели. И при этом, ну, имея цель тогда, идя к ней, сейчас он выглядит реально как Iron Star. Ну, М, типа, прям очень спортивный человек с хорошими показателями, поправил себе жизнь, то есть у него очень классный мгм. режим, хороший режим, хорошая дисциплина, хорошие внешние показатели, у него хорошо все на работе, ну, то есть благодаря тому, что он, наверное, держится в дисциплине и ходит на работу выспавшийся.
Ну, то Ну, есть то это все есть, как-то связано, что ну, то есть спорт, грубо говоря, он улучшает качество жизни, да? И вот теперь я понимаю, что Iron Star — это не то, как ты выглядишь, типа там качок или спортсмен, или олимпийский бывший чемпион. Это скорее внутреннее состояние человека, неважно, как он выглядит, он Мгм. либо реально Iron, ну, типа железный, и если он захочет, то он дойдет до вот таких результатов, ну, поучаствует в нем и пройдет все дистанции, дойдет до финиша, либо нет. Ну, Мгм. вот Ну, такую у вещь. нас тоже вот позавчера гонка, которая была, там с Самгинского улуса приехал спортсмен, который раньше постоянно участвовал в соревах, велосоревах, а сейчас он фермер, Мгм. вообще фермер. И он, ну, только лыжами занимается, а так на велосипеде не катается, говорит. Он приехал на соревы и в абсолюте первое место взял среди всех спортсменов. Хотя он как бы давно уже на велосипедных соревнованиях не участвовал. Я вот в прошлом году, спустя тоже много времени, я не участвовал в соревах, именно в кросс-кантри по определенной местности, и без тренировок второе место занял. Хотя давно как не тренировался. Хотя у нас уровень мастерства спортсменов в Якутии очень ну, как бы низкий. Упал, Мгм. замечательно упал, благодаря неподдержке со стороны властей. То есть нас особо не любят, поэтому никакой поддержки нету. Соответственно, это все морально демотивирует организаторов, и их все становится меньше. Ну и никто не хочет этим заниматься. Мгм. Как-то так. Ну и да, вот есть такие люди, которые типа уже каких-то места позанимали в свое время, и им уже не интересно соревноваться. Ну, для того и есть тогда не соревнования, а заезды. А, до Ластрады я участвовала в велозаезде. Мне кажется, он был разница колоссальная, видно сразу а, ка по формату организации мероприятия. То есть велозаезд — это более развлекательный формат. То есть там и едут с семьями одновременно, то есть там папа, Это мама, велопоход, дети. что ли? Велопоход? Нет, велозаезд — это когда, типа, ам, тоже общий старт, Угу, и люди туда приезжают за пару часов, как на праздник. То есть там какая-то программа, там какие-то магазины, аттракционы, развлечения, все на велосипедах. Есть тематика. Э, вот 3 точно в Москве знаю, есть ночной велозаезд, когда все угу, приезжают, там с 6 вечера тусуются, и в 22 начинается ночной велозаезд, угу. идет колонна, проезжает, там 10 тысяч человек, представим, и потом она завершается, Это все такие по центру радуются. города? По центру города? Да, по ночному, типа, все фоткаются, Дороги и есть также как... перекрываются, да? Мгм. Мгм. Есть какая-то тематика. Я участвовала по-моему, блин, то ли неон, по-моему, тема была, неоновая вечеринка. И то Мгм. есть все велосипеды украшали неоном, костюмы, Мгм. грим был неоновый, все светящееся. И на финише встречали всех, там даже такие эти салюты бесконечные, Мгм. знаешь, когда кто-нибудь пересекает, все это искрится. И там телевидение все собралось, то есть Россия-1 у всех интервью брала, ну прям массовое мероприятие, там людей больше в разы, чем на соревнованиях. Потому что М. велозаезд — это как бы праздник для всего народа, а соревнования — это все таки люди приезжают туда, ну, чтобы проехаться, Мгм. кто любит состязания. Про велозаезд помню хорошо, потому что я как раз тогда училась на телерадиоведущей. У меня было задание курсовой записать событийку мероприятия. Я когда на него ехала, я брала с собой камеры, микрофоны, GoPro-шки, чтобы брать интервью у людей, чтобы там записать лайвы всякие и собрать из этого репортаж на 3 минуты.
Поэтому я помню, что там люди в костюмах каких-то фантастических были, призовые места за лучшие костюмы. Ну, то есть такой М, прям праздник-праздник был. И почему, как я примерно ориентируюсь, сколько было людей? Можно по количеству номеров понять стартовых. То есть в соревнованиях на Ластраде, например, номер 1240. мгм, То есть 1240 людей пришло. мгм, А, ну, выкупила. Пришло, может, чуть меньше, но точно не мгм, больше. И там на Ластраде где-то 3000 номеров было в Москве мгм, или в Сочи. Ну, не помню, в Москве или в Сочи, там 3000 участников. На ночном велозаезде не дают номеров, там ничего не надо пересекать, можно проехать медленно, можно вообще все время там останавливаться, чилить, фоткаться, либо ехать, там разделяют типа левую сторону дороги для тех, кто хочет ехать, мгм, может даже соревноваться, там можешь делать, что хочешь, а с правой стороны можешь чилить, останавливаться, ну то есть как в автомобильном движении, типа во время соревнования слева быстро, справа помедленнее. мгм, Вот так. И ехали люди на инвалиды на лежачих велосипедах, знаешь? мгм. Да, Ты видел да, видел. лежачий велосипед? Мгм, Типа они там либо ступнями крутят спереди, мгм. либо руками. Там разные бывают инвалиды. Были мои подруги, Лигерат называется. а, поняла. Мои подруги, они нашли единственную во всей Москве свободный тандем-велосипед. Он М, такой тяжеленный был, я не знаю, чугунный, наверное, длинный, и они вдвоем на нем ехали. Девочка сзади, а вообще первый раз в жизни ехала на велике. Представляешь, ей уже 20 плюс, и она вот села на тандеме, м. проехалась, как в цирке, знаешь, они такие вдвоем. Тук-тук-тук-тук. Ехали Вот, медведи. да, да. И там все останавливались, брали друг другу интервью, фоткались, у них постоянно все их фоткали. Ну, они классно украсили вел, тоже неоном. Вот. Их даже в новостях показали. И мы потом нашли репортаж с России-1, и оттуда увидели, ну, видос с их тандемом-велосипедом. Так ты говоришь, что на велозаезде получается намного больше участников, да? Ты Ну да, цифр. туда приходят все, там нет ограничений, нет чипов, Мгм. нету... Вот, ну, наверное, 40 тысяч было, мне кажется. Может, 40, больше. 40 тысяч? Да, вот Ничего себе. настолько там... А давай я сейчас посмотрю в интернете. Мгм. Ну, это Ну, то получается есть Лавстрада 3000. со всей России, да? Ну да, типа там люди приезжали из регионов специально на такое М. мероприятие. Ну, Ну-ка, ночной у нас билет до Москвы, сама знаешь, сколько заезд, стоит с Якутии. количество участников. Так, ночной велозаезд. Более 42 000 человек стали участниками Московского велофестиваля. 42 000. Но это М. получается с регионов. М. Да, и они проехали 16 километров по живописному маршруту. Весь город перекрыли центр. И ты едешь М. там, ну, мимо тебя Кремль, вот эти все виды. Ну, то есть там, где обычный человек с этого точки точно никогда не сфоткается. М. Ну, а вот на велофестивалях такая возможность появляется. Ну, нам надо как-то убедить администрацию города, чтобы можно было перекрывать улицы, иначе никак. Ну, да. И, ну, поэтому они проводят выходные дни, когда самая низкая нагрузка транспортная утром. Ну, то Мгм. есть это как раз время, когда люди хотят, сами велолюбители хотят как-то провести время не за рулем. Мгм. Понятно. Ну, в целом, круто, крутое времяпровождение, время заезда, Мгм. либо с Рева. А так ты, А может, получается, ты сказала то, что ты участвовала, ну, в Таиланде ты, получается, взяла вот этот тренировочный лагерь, да? да, И ну тебе это он провел. кемп, типа спортивный комплекс, в Буткемп. котором есть бассейн, да, Мгм. есть а, тренер, который тебя и в бассейне Мгм. ну, занимался с тобой, он же
у него была программа тренировок для велосипедистов, Мгм. там даже была станция, можно было свой велосипед там оставить, чтобы на нем постоянно не Да, да, возить. да. 30 Ну, да. километров, потом плыть, потом еще, чтобы только на тренировку, это было тяжело, мы в итоге оставляли велики там. И тренировки были какие? Мы выезжаем колонной, например, планируется 40 километров, и мы едем друг за другом, и там отрезки, он такой, сейчас быстро едем, потом отрезок, типа, теперь мы медленно едем, либо другой тип тренировки, мы выезжали 150 километров с острова Пхукет в сторону Бангкока, то есть на материк, Мгм. заезжали там где-то на берегу, пили кофе-брейк и обратно еще. Ну, то есть 75 в одну сторону, 75 в Мгм. другую, ради кофе, чашечки. Ну, такой, это воскресный вроде был заезд у нас. Вот, потом в контексте тренировок еще были просто в тренажеры в этих, ну, в зале. И там препод был тоже по велоспорту, либо по триатлону, и, ну, то есть такие экстрим. Ну, в общем, Буткемп. на этом. Не, ну ты на тренажере как бы крутишь не на велике и не на Мгм. станке, просто на Мгм. тренажере, и он говорит, теперь сделать там напор сильнее, чтобы увеличить нагрузку. Теперь с горки Это там расслабьте. сайкл. Да, да, Мгм. вот. То есть и там, получается, комбинируешь сайклинг, дальние заезды. Э, Еще был тип заезда, мы ездили в горку, я не знаю, 5 километров, и потом быстро с нее спускались там на очень высокой скорости. Потом обратно возвращались в своем темпе. Потом опять М. спускались с очень высокой скоростью. И вот, ну, как бы разные типы тренировок для велосипедистов были в этом кемпе, короче, очень М. классно. И там этому благоволит природа и погода, и дороги. Ну да. Там есть Ну, трассы, ну, я в свое время, когда давно-давно у меня тренировочное время, когда я тренировался, очень давно было, где-то лет 8 назад, 10. Я мгм, наоборот, короче, делал. Максимально быстро поднимался, потом спускался вообще без, не крутя педали, потом максимально быстро поднимался, и так, короче, у меня по 1,5-2 часа я мог туда-сюда ездить. мгм. Это меня лыжники, короче, научили. Тайшин и его команда, они тоже так же, короче, ездили раньше. Ну, именно так тренировались они в горку подниматься. И после этого я у них как бы взял такую инициативу или идею так делать. И Методику. да, методику. Также, короче, поднимался в горку. А так, кроме этого, кроме вот этого, кстати, про Таиланд могу сказать, то, что у нас Виктор Салтыков, это первый, кто в Якутии получил Ironman. Он, короче, директор фитнес-лайфа, фитнес-клуба. И он стал лидером, таким вдохновителем для многих якутян, которые тоже захотели стать этими айронменами, либо в триатлоне не Мгм, участвовать. И он с собой тоже людей позвал в Таиланд. Он даже, там тоже много раз тренировочный лагерь проходит. То есть он раньше, говорит, в месяц одну неделю он в Таиланде, короче, тренировался. Сейчас, может быть, мгм. реже, но как бы и за собой тоже народ потянул, и они тоже с ним ездили в Таиланд, там тоже тренировались в этом буткемпе как раз-таки. И он тоже... Самое интересное, он там один. Где? Кто? На Пукете всего один был, ну, соответствующий кемп Ну, для значит, он подготовки к на одном и том триатлону. же, значит, вы Да, тренировались. Мгм. они сейчас, ну, просто других нету. Мгм. Да, ну и получается, да, он туда звал своих, ну, земляков, якутян, которые тоже Мгм, хотят тренироваться, потому что он говорит то, что это самое дешевое. Он до этого говорит то, что тренировался не в Таиланде, а где-то в других странах, там, в других континентах, но именно в Таиланде это дешевле всего, он говорит. Ну и да, как бы по это часовому поясу тоже нормалек. То есть переехать в Таиланд с Якутска. Он живет в Якутске, как бы 3 недели в Якутске, потом 1 неделю в Таиланде. Это по часовому поясу не сильно ударяет. И потом что еще? Он тренировался на велостанке.
То есть он каждое утро вставал в 5 утра, крутил педали 2 часа, и потом бегал на беговой дорожке, либо на вот этом манеже. И плюс еще 3 раза в неделю ходил в бассейн плавать. Вот у него такая 3. подготовка. Не, ну да, я тоже 3 плаваю. Мгм. Ну, это жестко. Ну, там получается, типа, 2 раза в неделю и 1 свободный выходной. Ну, свободного плавания. Ты сам идешь куда хочешь и Мгм. плыви. Там. По тренерам у него получается как раз-таки в то время, когда он начинал всю эту тему прокачивать, в Якутск приехали 2 с поляка, что ли, или с какой-то европейской страны приехали Мгм. тренеры вообще жесткие, которые учили местных студентов СУФУ именно плаванию. И он у одного из них плавание учился, потом он прокачался, перешел на другого тренера, тоже в Якутске. Велотренировки он дистанционно с помощью зума, видимо, с тренером занимался. По бегу, естественно, в Якутске у нас, так как беговое сообщество развито и тренера есть, у кого-то из якутских тренеров, получается, брал тренировки. Ну и как-то так. То есть 3 дисциплины, 3 тренера. Один из них Мгм. дистанционный. И ты вот насчет себя не предложила, то есть у тебя, ты говорила, по бегу ты и так все знаешь, по велосипеду Ну вот неизвестно, по и... велосипеду для меня был шок. Типа, что там тренировать? И теперь я понимаю, что есть какие-то, ну, логические нагрузки на будь то разные мышцы, если мы берем этот, ну, когда ты на Мгм, тренажере. мгм. Ну, то есть по А, велосипеду у тебя все еще нету тренера. Не, ну вот получается в Тае, и когда я вернулась, вот этот тренер, его зовут Маду, он индус, ну, Мгм, который сразу 3 дисциплины ведет. Он сказал, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете мне писать, я буду вам программы какие-то давать, чтобы вы что-нибудь выполняли. мгм, Но по возвращению сейчас не велосезон в Москве. То мгм. есть там мы пытались несколько раз делать выезды. Там я за стартовым номером поехала 30 километров до Лужников и обратно и попала под сильный ветер. Когда триатлон был сильный ветер и холод. Ну, Не, то ну, есть буквально пару триатлеты, дней назад снег выпал. В мгм, Москве снег. Ты видел в новостях? Там прям да, вообще буран. Несколько... У нас прям вот позавчера жестко все снегом забило. м, В Москве в мае. да, это вообще жесть. Типа, ну, вел, короче, приходится его... Ну, для Якутска это зашибись. То есть любой снег, любой этот. Мы же всю зиму катаемся. Мы всесезонные велосипедисты и в минус 50 тоже на велосипеде, кстати, катаемся. Раньше мало было зимних велосипедистов, сейчас чуть ли не каждый второй зимой катается на велике. А вообще Вот у меня... триатлеты, они вообще любят на станке кататься. То есть они вне погоды, им то, что за окном, им вообще без разницы. Они на станке крутят, в 5 утра встают, с 6 до 8, допустим, крутят педали, потом душ и на работу. И им, в принципе, без разницы, какая за окном погода. Вот здесь есть поправочка на Москву, потому что я думаю, в Якутске комфортнее кататься, чем в Москве, потому что здесь нету... э, Здесь весна — это такой сезон месива. Типа, когда у Как тебя у нас апрель. снег, У нас апрель такой. может быть даже жестче, дольше. И, ну, то есть, если ты выезжаешь на велосипеде, ты попадаешь по колено в кашу грязи и снега. Типа грязь, снег жидкий, мокрый. Мгм. Ну вот я... Мне кажется, в Якутии этот этап короткий. Ну, там длится неделю-две. 1 месяц, Потому что, апрель полностью весь. например, у меня таких И что-то... И он полностью все в грязи. Короче, весь месяц апрель ты полностью едешь, и ты весь в грязи. А как Чуть ты ли, ездишь на велике? чуть ли не Ну, типа, каждый день нужно одежду стирать, грубо говоря. прям в грязи. Либо ходи грязный. Ну, я хожу грязный, мне пофиг. А если не пофиг, то нужно каждый день одежду стирать. Ну Мыс- да, вот мы так выехали и все. Ну, просто, я не знаю, мы еще же без крыльев ездим.
Да, трое велосипедисты ездят без крыльев. Вот, и как бы это выглядит, ну, в Москве, а тебе нужно там на работу, учебу, ты как бы так не М, походишь, поэтому, ну, не получается. мгм. Не, ну, Вот. в Питере, допустим, и в европейских странах, там, где дождь это норма, там даже на работу же ездят на велосипеде тоже, В Европе нету грязи. они дождевик просто одевают, едут на работу, там дождевик снимают, и все чистый. И грязи нету, потому что у меня был опыт, ну, то есть вот это окно, когда я еще такая каталась только в детстве, и при этом не наступили времена, когда я себе вел купила. Вот Мгм, когда я такая, кто я, что я. У меня были мгм, моменты, когда я где-нибудь, будучи туристом в Европе, могла ради развлечения взять велоэкскурсию. То есть мгм, это такой туризм есть. мгм. Э, И да, в любую погоду там нету ни песка, ни грязи, ни месива, вообще ничего. То есть можно в обуви пройтись по всей столице, зайти домой, пройти в спальню в обуви, и она будет чистая. Это потому что там Ну, типа, чистят или убирают? ну, ее Или не мусорят? убрали, да, убирают и не сыпят. Неоткуда взяться. Ну, М, типа, Понятно. Ну, ну, такой, такой, вот у такой нас климат. Якутск вместо соли посыпают же песком каждый раз. И Мгм. все в песке, абсолютно все. То Мне есть, один знакомый, мгм, европеец, когда приехал в Россию, в Новосибирск, он шел в грязи весной и такой, типа, что произошло с городом, как будто все эти миллионы людей на машине поехали на пляж. Он песок только на пляжу увидел в своей жизни. Поехали на пляж, приехали, не помыли машины свои, типа, сегодня. Я говорю, нет, это не сегодня, это всегда. Это грязь тут всегда. М. Что говорить об Якутске тогда? Ну, так, короче, всех свои плюсы, свои минусы. Ну да, у Ну, нас зима долгая, в принципе. Кстати, нужны теплые вот эти треки, велотрек теплый нужен нам в Якутске, чтобы люди могли зимой кататься. Ну, типа как стадион, только для велосипедистов. мгм. Типа такого. Ну и по плаванию, как у тебя с плаванием обстоят дела? Ну, к первому триатлону. Ну, то есть я плавала, как-то не тонула, и я вот в таком контексте пошла, с такой подготовкой я пошла на первый свой триатлон. Не Мгм. уложилась во время. Там на плавание дается 25 минут, по-моему, а я плыла 28. Ну, то есть 400 метров, да? да, ну, то есть в М, открытой воде я м, вот так вот плыла, такая, что происходит? Я не м, утону. Есть, я очень много в интернете видела видео, типа, как побороть страх открытой воды. У меня не было страха, я вообще не думала ни о чем. м. Но когда я в ней оказалась, я такая, так все-таки нужно было бояться, походу. Ну, а там со всех сторон на лодках на тебя вот так вот МЧСники смотрят, типа, тонешь или М, что ты делаешь? Ты плыть будешь? Они такие, нам уже на обед пора, давай быстрее. Ну, Шучу, конечно, так не смотрели, но просто уже все там уже кто-то вел, бросил, уже побежал, а я до сих пор мгм, плывут свои 28 минут. И о том, что меня дисквалифицировали, я не знала. Если ты не укладываешься в время, ты должен сойти с дистанции и дальше не продолжать соревнования, потому что организаторы больше не несут за тебя ответственность. Ты сам типа подписался на участие, если ты не уложился, должен сойти. И мгм, ты это подписываешь. А я о том, что я не уложилась, я не знала. Поэтому я продолжила, побежала в транзитку, там прыгнула на вел, поехала, проехала вел хорошо. мгм, Я понимаю, что я езжу неплохо, то есть я готовлюсь, и это заметно, потому что я приезжаю не во второй половине участниц. То есть, если, например, участниц 600, а у меня там какой-нибудь 200 среди 600 участниц. То есть я более-менее лучше, чем большинство езжу. мгм, И при этом, если я вижу динамику, что в прошлом соревновании я пробежала там за, ну, у меня какое-нибудь условное время 50,
А в этот раз у меня 44. То есть я иду, улучшаю свои скиллы, то есть я этим горжусь. Вот. И с плаванием, получается, у меня было так, что я проплыла, не уложившись. В следующий раз я уже вошла в тайминг. Так И как ты тренировалась? Просто сама, либо плавание. тренера заменяла, либо что-то еще? Вот, после первого соревнования, когда не уложилась в тайминг, я попала... Нет, не попала. Я, по-моему, походила на плавание пару раз сама. Просто в Лужники поехала, там можно Угу, купить себе абонемент на день, там 50 метров. И вот угу, я попыталась проплыть туда, обратно. Если я могла с комфортом плавать на спине, то тут я уже заставляла себя плыть более-менее вертикально. Это самый быстрый способ, ой, горизонтально, самый быстрый способ, плавание, самый эффективный способ быстро плавать, это гидродинамика. вольный стиль. Как этот стиль плавания называется? Ну, Когда ты... обычный стиль. Ну, Как то он называется? есть брасом, а это фристайл называется, вольный, получается. Угу. Ну да, или невольный. По-русски карабкаться, а по-английски Ну, в общем, неважно. В комментариях тут на ютубе можешь что-нибудь оставить. Как это это, называется? это была игра в шарады. Я вам показываю, это что угадать, как Ну, этот стиль плавания называется. мгм, Ну ладно, в общем, тут я уже заставляла себя, потом я поняла, что нужен тренер, и тут я попадаю в кемп, в кемпе вот этот Матху, который учит мгм, меня плавать, и самое интересное, что там ходил тренер, которого зовут Джек, ну, в расписании везде написано Джек, Джек, можно было к мгм. нему прийти. А мы видим и слышим, что он говорит по-русски. И мы такие, что ты притворяешься, иностранцем мы тебя раскусили, вот ты не Джек. И потом мы поняли, что ее зовут Евгений. И потом самое интересное, что это, короче, самый лучший спортивный тренер по плаванию школы, в которой я сейчас плаваю. То есть он был М, самым лучшим тренером в Москве, уехал в мгм, Тай, теперь работает там. И вот там, в той школе, в которой он раньше преподавал плавание, я теперь там занимаюсь просто у другого. м. Вот. Вот на А, самом ну, деле то это есть, такой да. маленький мир. Мгм, Это я к тому, что типа Москва, Тай, одни и те же тренеры, одни и те же мгм. люди. Э, Ну, профессиональный круг общения такой Да, он узкий. такой... Мгм. И, в общем, в Москве я пошла к тренеру, 2 месяца где-то 2 месяца активно плавала, Мгм. и, придя на соревнования, я показала очень крутой результат за 10 минут. Представляешь, за 10 минут. Если раньше я плыла 28, то тут я за 10 проплыла эту дистанцию. Эту же М, самую дистанцию, 380. мгм, Вот прям вау для меня. Человек, который не плавает мгм. вообще. Ну, в общем, тренер нужен для плавания, да, если триатлоном заниматься. Конечно. А для вело и бега пока у тебя, ну, кроме буткемпа того, пока не было, да? По плаванию я вернулась в Москву, и я здесь 2 месяца занималась. Мгм. И ну, в Москве тренер улучшил мои показания показатели до 10 минут. Но, с другой стороны, нужно в спорте, тем более триатлоне, нужно свои слабые стороны закрывать. И Да, если у тебя там из вот этих трех сторон будет слабым бег, то уже на бег надо тренера нанимать. Если вел, конечно, то да, на вел. да. И вел все-таки нужен, требует Мгм, тренировок. мгм. Ну, давай немножко ускоримся. Хотелось бы про питание поговорить. Ты как-то изменила свое питание? И какой диеты придерживаешься, может быть? А, Вот я серьезно познакомилась со всеми этими партнерами, которые у меня в этом стартовом пакете. То есть Мгм, там челики, которые делают батончики, изотоники.
гели. То есть в мою жизнь вошел гель Мгм. для бега, и даже на триатлоне. То есть ты когда приходишь за день, получаешь стартовый пакет для триатлона, ты сразу привозишь свой вело и ставишь в транзитную зону его. Потом транзитную зону закрывают, и вплоть до соревнований у тебя нет хода туда. И тебе нужно сразу тут положить на свое место вел, шлем, ботинки. Если контакты, то их прикрепляешь прям сразу к велосипеду. То есть Мгм. люди бегут, потом прыгают ногами сразу в велику. Ну, они Мгм. туда пристегнуты. И я там оставляю, ну, все участники оставляют себе там еду какую-то, которую они собираются есть после плавания и потом после вела. То есть это такие эти, ну, гели. Мгм. Они такие сахарные, что ли. Да, Есть энергогели. люди, Мгм. которые считают, что максимально эффективный гель это мед. Ну, это правда есть. Есть челики, которые во время соревнований, марафона особенно, кушают просто ложку меда, либо пакетик меда М, жидкого. Ну, это хорошо поднимает уровень Глюкоза. углеводов, глюкозы, да, А сахарка. как они мед вообще? В что они пакуют мед? Ну, тюбик, Тюбик? Какой тюбик тюбик? можно. Типа Ну, зип-пакет? тюбик или пакетик. А ты Зип-пакет. видел, как гели выглядят? Да, конечно. Ну, Ну, вот такие вот. примерно в такую же, и просто продают в спортивных магазинах многоразовые э, Многоразовые пакеты, пакеты. А многоразовые у тюбики. нас в Якутске такого нет. У нас только вот эти энергогели в спортивных магазинах продаются, и все. Ну, там как бы, если мы хотим велосипедные гели, то мы их заказываем. Раньше заказывали мы с Chain Reaction, Cookless, Wiggle, Bike24, Bike Discount, типа такие сайты велосипедные. Там можно было М, спортивные вот это велосипедные купить. Ну, там продавались и батончики, и изотоники, и вот гели. И мы постоянно вот по 3 коробки закупаем на сезон, и в течение сезона их тратим. Ну, на мгм. каждый. Просто вот эта вот история с многоразовым медом, это можно пойти в любой спортмастер, и там среди комплектующих для спортсменов есть, ну, если ты просто занимаешься бассейном, у тебя всегда есть маленькие тюбики многоразовые для геля для душа и шампуня, потому Мгм, что в любых бассейнах эта история с хлоркой. мгм. Ну, типа, ты весь либо в хлорке, либо гель для душа с собой вот такой носишь. На соревнования тоже можно взять. Потом многоразовые тюбики для жидкости. Можно туда гелей, либо меда, либо свой пит, который ты хочешь взять. Короче, это А, лайфхак, да, вместо вот Да, этого. просто я вижу, сейчас даже популярно стало вместо банок э, брать мягкие банки. Ну, типа, есть бутылочка, которая ставится Фляга, в... фляга. Да, есть фляга. Во-первых, Мгм, она вес дает мгм. лишний. И, во-вторых, ну, ее неудобно, может, выдавливать или ну, ставить там. А есть такие пластиковые фляги. То есть они как пакет, только сверху вот есть местечко, откуда можешь пить. И ты, получается, они невесомые. А как их ставить на велосипед Ну, она, крепить? когда там вода есть, она как бы расправленная, Мгм. как стакан. А потом, когда ты А выпиваешь, когда ты ее она просто наполовину, а сжимаешь. когда она наполовину, то она уже Ну, не... она не, она еще стоит, но когда уже кончается, ты можешь ее в задний карман велокофты сунуть. М. Шмот верхний, он Короче, обычно задним. надо изучить эту тему. Внизу в комментариях ссылки Да. можете кидать, да, где что найти по этой теме. Ну, в общем, есть такие приблуды. И оттуда же история есть жилетка для бега с трубочкой для воды. Мгм. Ну, гидропак. Ну да, вот как бы это все в одном обычно отделе. Мгм. Вот это вот то, что я перечисляла. И расскажи про вот эти вот БАДы, какие-то добавки используешь? Мне, кстати, БАДы и витамины тоже попадались в этих пакетах. Мгм. Изотоник в таблетке попадался. Типа ты в баночку кинул, и он ну, раз
растворился, ты пьешь его. А, Я скажу так, что а, первое время, предоставляя справку с медкомиссии, она была условная. Ну, то есть я пришла к врачу, Мгм. она мне такая, типа, ты здорова? Я такая, я, да, здорова. И она мне дала справку, я предоставляю на соревнованиях. Как бы все ок, Мгм. с одной стороны не ок, потому что вот в кемпе я познакомилась с ребятами, которые серьезно к триатлону относятся, то есть у них там вел аэродинамичный, шлем капли аэродинамичная, то Да, есть да. они там прошли какие-то, они только в контактах ездят, Мгм. у меня тогда шоссейника еще не было, то есть я его взяла только вот недавно, месяц назад. Мгм. А, В общем, там парень порекомендовал мне пройти обследование, такой тренажер с присосками к сердцу. И Ну при да. разных нагрузках он тебе разные стадии там чекает твоего сердцебиения, и ну, потом, отталкиваясь отсюда, уже тренер тебе дает программу твоих тренировок, твоему сердцу Мгм. конкретно. Да-да. Типа, и оттуда многие идут с историей. Вот этот парень мне рассказал о том, что на сердцебиении 120 нужно все время заниматься, и только там пару раз, ну, то есть 20% твоих тренировок это повышенный пульс больше 120. Мгм. Вот. А основное время просто медленно ездишь везде и все. Ну, 120 это основной пульс для тренировки, Мгм. а то, что больше, это чтобы разогнать, ну, то есть увеличить мощность спортсмена. А так все Ну остальное да. время все равно на 120. Вот, Типа да-да-да. такого. И, собственно, по приезду из Таиланда я это и сделала. Пошла в клинику Лужники, она заточена очень классно под все вот эти триатлонские проверки, и при этом там нет такой для галочки. То есть Мгм. все врачи, которых я проходила, там был остеопат, а, кто там еще, травматолог, Мгм. а, кто Ну, там. в Ну, в общем, все общем, врачи. да, они нормально меня проверили. Не так, типа, на меня посмотрели, типа, все хорошо, а Мгм. прям был такой момент, что я, например, 40 километров приезжаю, и я начинаю чувствовать что-то у себя в колене. И я говорю, это у меня с коленом что-то случилось, либо э, это норма. Он говорит, надо проверить. И они реально начали проверять. Там он такой схватил мое колено, начал его вот Мгм. так вот. И нашел точку, в котором реально появляются болевые ощущения. Он выяснил, что это просто застарелая какая-то травма, которая Это, ничего опасного. это Ну, остеопат, да? травматолог отвел меня к остеопату, да. Мгм. И сказал, что я могу тренироваться, никаких проблем нету, и что любой человек после 40 километров на велосипеде начнет чувствовать что угодно. И это нормально, ничего с тобой не случилось. Все... Ну, то есть у меня пропала вот эта тревога, когда я на соревновании участвую и начинаю что-то где-то чувствовать. Ну, типа, это все просто Мгм. э, придумки мои, а не серьезные какие-то проблемы. Ну Вот, и и они, по... да, по БАДам, и они мне порекомендовали пить. Я узнала о том, что все спортсмены, которые занимаются велом, бегом, особенно бегом, должны пропивать что-то для суставов, потому что при нагрузках на коленях, даже если ты ходишь, бегаешь и Мгм. делаешь это на постоянной основе, хрящи, все вот эти вот связки, они ну, Типа постоянно в нагрузке. хондроитин. Порекомендовали коллаген для хрящей. Мгм. И я узнала, что есть линейки ну, коллагена Мгм. э, конкретно для людей, у которых ничего не болит, нет никаких проблем, но им все равно нужно базово пить, пропивать курс вот этого коллагена. Ну, либо Мгм. холодец дома Мгм. Ну есть на да. постоянной основе. Вот. У меня холодца нету, то есть нет рядом сельского хозяйства какого-то, где я могу круто Мгм. постоянно что-то кушать на кости. А, Но поэтому пришлось себе вот этот курс взять и пропивать. Там
что-то за 3 месяца до соревнования нужно начать. Типа Мгм. разок в год рекомендуется. Вот сейчас типа спортсменам только рекомендуется, но когда ты там ближе к 60, им уже всем это надо. У меня мама пропивает, то есть М, она не спортсмен, ей врачи прописали. мгм. Понятно. Ну, кроме вот этого, что еще пила? Может быть, А, мультивитамины какие-то? мульти нет, точно, да, это магний, точно, да, железо, точно, да, B12, но это все на фоне моего личного, ну, то есть раз в год там проверить Мгм. анализ крови, понять, что у меня низкий уровень железа, и его пополнять. Ну, Мгм. или магния. Ну, то есть ты раз в год все-таки проверку, тесты какие-то делаешь крови, да, и смотришь свои результаты. Общий анализ крови просто дал и Это все. обязательно делать? Для осознанного человека, да. М, Для, ну, людям, которым, ну, пофигу, мгм. наверное, тут ничего не скажешь. А по поводу вот этих спортивных добавок, то есть гейнеры, протеины, какие-то казеин, допустим, на ночь. Что об этом скажешь? Что-нибудь пьешь? Пила? Подожди, еще раз. Я просто Ну, задумалась. У меня вопрос. спортивные добавки. Ну, то есть У меня появился гейнеры, вопрос. Мгм. Это ты знаешь, сколько мне лет? Тебе? Да. Нет. Ну, окей, скажи, сколько мне лет. Я откуда знаю? Не, ну на первый взгляд, вот как. Ну, 23, 24, может быть. Ну, Вот, так как ты ладно, закончил, ну, ты сейчас, знаешь, закончила. такая Мгм. реклама, такая небольшая реклама Мгм. э, чекапа своего организма каждый год, витаминов, здорового образа жизни. В этом году в триатлоне я участвовала в категории 30-34 Мгм. возраст лет. То есть Мгм. мне сейчас в этом году 30 лет. Ничего себе. Ну, Занимайтесь спортом. м, ну, молодо выглядишь, кстати. Я думал, этот недавно только закончила университет. Типа вчерашняя студентка. А это Это ты. все магний, нервная система, рефлекторная, кстати. Если у вас проблемы с рефлексами, то это магний надо пить. М, Железо это, не знаю, это свертываемость крови. Ну, э, коллаген это кожа. Ну, мгм. что я буду вас учить? Ну да. Нет, ну мы сейчас перешли на вот эти вот Мгм. протеин, гейнер, казеин. Вот протеин нужен ребятам, которые хотят себе массу накачать. Я на постоянной основе пользуюсь весами, которые измеряют состав тела. Они говорят, сколько у тебя жира, сколько у тебя Ну да, да, э, такие же вот весы. костей, сколько Мгм. воды, ну вот это вот все. И мои обычно показывают, что у меня в норме мышцы, Мгм. но минимальное значение нормы. Мгм. Минимально. То есть как бы мои весы хотели бы, чтобы у меня было бы больше мышц. И, в самый трудный момент соревнования я тоже иногда думаю о том, что я хочу больше себе мышц. Вот, но пока что нет. Я не готова идти на силовые тренировки и пить протеин. Но при этом есть такое приложение Fat Secret. И М. ты туда можешь записывать всю еду, и внутри огромная база данных всех продуктов. Ты сказала то, что ты не хочешь ради чего-то там э, подвергать свой организм риску и употреблять вот эти всякие протеины, там, генеры и Но так далее. мне не хочется неестественным путем каким-то, ну, повышать количество мышц. Ну, это моя особенность, наверное, Мгм. того, что вот я благодаря приложению Fat Secret записываю туда
еду, которую я ем. Например, я туда вписываю яблоко, там, яичницу, Мгм. курицу, что я съела, и он мне показывает, сколько сегодня за день я белков съела, жиров и углеводов. И я могу проконтролировать, увидеть, типа, о, сегодня жиров уже А достаточно, это надо еще приложение белка платное? докинуть. Бесплатное. А там вес яблока учитывается? Ну, типа А я размер. записываю. У меня есть дома маленькие весы такие Мгм. кондитерские. То Мгм. есть, если я не знаю, сколько... Ну, сейчас я уже примерно понимаю, что, ну, это там, типа, 200 грамм курицы, это там готовый пакетик гречки столько-то весит, здесь там Мгм. одна луковица. То есть можно прям все блюдо туда записать, можно Мгм. готовый выбрать из магазина. То есть я пишу пятерочка, Мгм. курица, и там они есть. Там база данных продуктов со всех популярных магазинов России. А вот Да, там готовка еды для вот, ну, ты сейчас правильное питание у тебя какое-то есть для твоей спортивной деятельности, и ну вот только как много времени это все тратит, и это тебе какие-то неудобства вообще доставляет или нет? Потому что когда я вот серьезно тренировался и старался правильно питаться, я то время чувствую, как будто бы все свободное время от тренировок стояло у плиты. У тебя как с да, этим, да? ну вообще, м, если наловчиться, например, типа у тебя есть заготовки там курицы либо рыбы, ты ее закидаешь в духовку и все. У меня типа кошмарная плита, я на плите не готовлю, а духовка нормальная, и я всю еду просто в духовку кладу, и получается не жареная ем, не жирная, не на масле. М, И есть сложность, самая большая сложность это с получением белка. Типа там то количество, которое нужно каждый день, в обычном рационе не хватает, нужно Ну да. добавить. Поэтому я нашла, ну не я, я нашла, но не я это придумала. В Москве есть серия продуктов с повышенным содержанием белка, типа там йо, йогурт, без добавок йогурт, высокобелковый, он так и называется, высокобелковый Мгм. йогурт. Там содержание белков что-то, я не помню, 10 грамм. Ну, это прям вообще кошмар, как много. И Мгм. есть серия, серия кисломолочных продуктов, называется «Экспонента». Мгм. Она специально создана для качков. То есть ты выпил йогурт, а там у тебя 10-20 граммов белка за раз. Просто выпил, не надо ничего готовить. Ну, типа, Мгм. и очень классно. Вот, ну, можно высокобелковый йогурт смешиваешь с Мгм. творогом, вот тебе готов твой. Ну да. Но это все лайфхаки вот эти нужно либо узнавать у знакомых, которые тоже в этой индустрии Мгм. спортивной жизни, либо искать где-то в интернете. То есть та Мне же вот самая экспонента. мне советовали мультиварку купить. Типа говорят, закидываешь, ставишь какой-то режим, и все готово через некоторое время. Да, у меня мама таким пользовалась. Ну, это если там каши, какие-то гречку. Ну, та же история с плитой. В духовку положил, включил ее на какое-то время и готово. М. Ну, Надо иметь, вам, девушкам, в этом плане, конечно, легче. Уже. ну, надо привычку эту просто ввести. М. Открыл, закрыл, готово, открыл, и так каждый день в одно и то же время. И Мгм. вроде как норм. И вот хотелось бы спросить по поводу экипировки. Как ты вообще экипируешься, где закупаешься, что именно? Ну, в Москве есть в Москве есть магазин, называется «Спортмарафон». Там есть абсолютно все для походов. Для всех видов спорта. Да, для всех видов спорта. То есть там ты можешь себе купить и серф, и доску для сноуборда, и Мгм. лыжи. И самое ценное, что в моем случае, это велосумки. То есть полностью вся велоэкипировка, задняя, передняя, можно боковые себе присмотреть. Мгм. Особенность велосумок в том, что там велокрепление, то есть специально для рам, для э, подседла, для Мгм. руля.
И в том, что материал, он не водонепроницаемый. То есть, если ты где-то в велопоходе несколько дней, и там будет влажность, утренняя роса, Мгм. то твои вещи останутся всегда в сохранности. То есть, велосумка – это полезная штука. И велопоход – это не та история, где ты на спину себе кладешь тяжелый рюкзак. То есть, по возможности, любой понимающий э, Турист. турист, он максимально попытается разгрузить себе спину. Ну, Ну, спина в, и так много нагрузки получает от езды на велосипеде. ну да, Да. в идеале вообще ничего, чтобы на ней не было. Ну, То есть ты все загружаешь в велосумки, в крепление, и все, и ты свободен. Ты в любой момент с него спрыгнул, в мгм, любой момент там, я не знаю, запрыгнул обратно, и вот так. мгм, С велоэкипой обязательно нужен под крепление для телефона, когда ты на руль ставишь его, мгм, ну, есть один классный бренд, который случайно изобрел чудо магнитную застежку. То есть у тебя держатель такой на велике и чехол. И ты мгм. просто чехлом магнитным примагничиваешься просто намертво. И он не выпадает, ничего. Я могу сказать бренд, только я сейчас не помню, как Ну, он там, называется. получается, ставишь телефон и на 90 градусов поворачиваешь. Вот такая же. Да, по-моему. Ну Такая же, да. такая же система же на Гармине. Ну, вот эти вот всякие Ну, устройства Garmin, типа Garmin там и так далее, у них у всех на 90 градусов поворачиваешь. То же самое. У тебя по-моему, не на 90. Ну, там такая же похожая защелка, но не на да, 90, по-моему. на 90. Я сейчас проверю, потом скажу. Ну, там магнит, там такой М. квадрат, А, и ну, на окей. телефоне чехол, в чехле квадрат, и ты квадратик с квадратной подножкой соединяешь, все. Мгм. Ну хорошо, там вот, Да, там даже да, поворачивать не надо. если вы знаете, что это, можете в комментариях оставлять, либо если вы не ответите в течение там нескольких дней, то Наталья все это отпишет в комментариях. Мы напомним. Ну, Так, и по да. поводу велосипедной одежды. Вот эти всякие памперсы, нужны Вот, они или нет, да, там. конкретно с велошмотками у меня было два открытия. Первое, это, конечно, Веловетер. Это российский бренд, который стали делать чудо, шмотки вообще просто божественного уровня, качества, сохранности, выживаемости, велоодежду. Что у них идет? У них есть велопамперсы. Вот есть бренд Scott, Мгм. заграничный, который Да. сейчас ушел, и практически ничего не осталось. Вот они делают так же, может, даже лучше. То есть у меня, потому что они адаптируются под российские реалии. У них новая линейка сейчас вышла в Ветре. Мгм. Это такие рейтузы с памперсом, Мгм. и они, получается, с небольшим внутренним начесом, а снаружи выглядят плотно, как штаны. То есть Мгм. ты не в колготках, а более-менее в штанах это выглядит, но при этом они теплые, легкие и э, как леггинсы, Да. Ну, стретчевые, в у общем, меня такие же были лет 10 назад. Они еще, короче, нога, и там с лямками. на конце лямка под пятку, типа за пятку надеваешь, чтобы, типа, ну, такие, Ну да, типа ритузы, да. да, рейтузы, вот. С лямкой под Но пятку. они при этом с памперсом Да, с шли. памперсом. Ну вот, ну да, собственно, И они как бы. сверху еще лямки, да, были на плечи. Вот так. Ну вот, у них новая линейка вышла, а так у них обычно есть вот эти все велосипедки с памперсами хорошими, плотными, потому что я была в Тае, зашла в этот э, типа дешевый магазин спортивный, французский, сеть Аташана. Мгм. Она раньше в России была, и они ушли. Декатлон. Вот Декатлон это, Мгм. короче, супер дешевая одежда для спорта. То Да, есть да. там можно было за очень маленькие денежки купить себе все, что хочешь. Ну, выбор был нереально большой. В Тае магазин есть. Прихожу и выбираю себе велоодежду. Взяла трясют, очень дешевый, и велошорты. В итоге, с одной стороны, я это использую,
Ну, то есть во всех триатлонах я в нем. Мгм. Но при этом там памперс очень тонкий, материал местами не по фигуре, ну, то есть она не сильно Мгм. стрейчевая, то есть такая она больше бесформенная, что ли. Регуляр фит. Да, да. Вот в этом минус есть. У ветра нет такого минуса. То есть там больше физиологическая, одежда сшита. Это Ну, прям, уточнение, то, что трясют, это вот для триатлетов, где верх и низ да, вместе соединены. трясют это по сути комбез, Мгм. купальник. Мгм. То есть ты, но при этом там еще есть небольшой памперс, чтобы ты мог в этом костюме сразу плыть, Мгм. потом садиться на велосипед, комфортно проехать дистанцию и Он быстро не сохнет. снимая его, да, быстро сохнет, не снимая его, потом бежать еще. Мгм. Тоже все в этом трясюте. Есть два варианта. Первый трясют это, короче, застежкой и с небольшими рукавами, Мгм. но нужно сразу понимать, что тебе будет теплее в нем, плыть. Если в открытой воде, это имеет значение, тепло тебе либо холодно. Мгм. А, но при этом плыть тебе будет удобнее, либо некомфортнее вот при движении плечами. Да. А, при этом есть еще трясют Майка, как на майка. лямках, Мгм. да. Но это, конечно же, на теплую воду. Вот такие А моментики. есть еще гидрокостюмы. Ну, про трясют, кстати, хочу сказать еще момент. Профессиональные триатлеты, ну и, в принципе, люди, которые хотят попасть в элиту. э, Элита — это ребята, которые не топы, но они попадают в категорию высокого уровня Предтопы, короче. результатов. Ну, типа 1/8 у мужчин — это вложиться в час, и ты Мгм. тогда элита. Мгм. У женщин в час 0,8. Мгм. Я за час 26 проехала, но, ну, в смысле, прошла дистанцию 1/8. В элиту я не попала, но я надеюсь, что к следующему Желание соревнованию есть. когда-нибудь я попаду в элиту. Да, желание М. у меня есть. То есть там, с одной стороны, типа 20 минут, М. 18 минут не хватило, типа там А у тебя, 10 минут. а у тебя стульчик, кстати, не связан с триатлоном? Там что-то зона написано. Нет, это просто киберстул. А, понятно. Вот, ну, я мечу в элиту, короче, я хочу. Ладно. Мгм. Ну, Элита на соревнованиях дает тебе стартовать одним из первых. То есть на любых соревнованиях по триатлону стартует сначала элита, и потом уже следующие волны позже. мгм. Ну, это Ну, ты то есть, типа первый стартуешь, быстро отстрелялась, потом можешь отдыхать. да, но и судьям удобнее. Они как бы самые первые прошли первую Мгм. дистанцию. Это самое долгожданное, самое эпичное, эффектное появление участников, болельщиков. Мгм. Всегда очень много на таких соревнованиях. И а, судьям потом легче. Там, конечно, результаты твои чип проверяет. Мгм. Ну, типа, когда соревнование подходит к концу, там по базе данных можно определить топ-3. М. Но обычно те, кто стартует в элите, кто-то из них попадает как раз в топ-1, 2, 3. Все. Мгм. И их как раз первыми награждают. То есть там еще могут быть продолжаться соревнования, Ну, это типа логично, да. последние волны доходить, Мгм. да, но чтобы мероприятие шло без задержек, как бы сразу элиту потом награждают. Ну, из Ну, элиты кого-то. в обычных велогонках то же самое же. Типа тот, кто первые места до этого занимал, либо уже претендует на первые места, они впереди встают. А те, кто послабее, они, соответственно, дальше. Ну и новички, соответственно, сзади, в самом Ну да, конце. да, вот. Мгм. Ну, Но чтобы попасть в элиту, тебе надо подтвердить сертификатом с прошлых соревнований о том, свое время показать, что вот да, я был в час вложился, или час 0,8. То есть там просто так элиты тебе не дадут стартануть, если при этом ты еще не можешь подтвердить свое, этот статус свой. мгм. Такие дела. Ну Так, а какой хорошо, вопрос был? Наталья. Ну, спасибо тебе за вот этот большое интервью.
И под конец, ну, я надеюсь, мы еще в будущем встретимся, поговорим на какие-нибудь темы уже, может быть, другие, может быть, в комментариях кто-то будет задавать вопросы, подкидывать тематики на дальнейшие такие разговоры. И вот хотелось бы у тебя спросить вот пожелания нашим вот якутским велосипедистам. Я немножко рассказал общую картину, как вообще обстоят дела в Якутии и в Якутске. Вот как бы твои слова, может быть, поддержки, либо пожелания якутянам, якутским велосипедистам из твоей родины исторической, да? Вот хотелось бы обратиться к чиновникам. Э, Я была на очень крупном форуме предпринимательском в Москве, и там выступал один спикер, забыла имя. В общем, один популярный человек, и он сказал, что занимая высокую должность, если ты хочешь быть влиятельным и расти в своей карьере, и достигать большего, любой человек, имеющий такие амбиции, должен заниматься каким-нибудь видом спорта. Вот прям обязан. Типа, прям Мгм. в таком случае спорт будет тебе помогать достигать того, что ты хочешь в своей карьере. И Мгм. при этом ты сам будешь в индустрии таких же людей, достигающих чего-то. Ну, то есть ребята, Мгм. с которыми ты будешь заниматься спортом, они тоже не просто так там чем-то занимаются в жизни. Мгм. Вот. И таким образом, если чиновники в Якутске приобщаться больше к спорту, к разному, возможно, к велосипедному, и они сами начнут инициировать всевозможные условия для того, чтобы и горожане, и любители могли иметь возможности комфортно э, Проводить время, да, улучшать свое здоровье, да, и пропагандировать. заниматься велоспортом в Якутске. Мгм. Вот. Мгм. Присмотритесь к этому виду спорта. Ну, тем более порог вхождения в велоспорт очень маленький, потому что все мы в детстве катались на велосипеде, и для нас как бы кататься на велике даже менее травматично, наверное, чем бег, потому что в беге постоянно какие-то травмы, даже профессиональные спортсмены очень часто уходят на заслуженный отдых из-за травм колен в основном. Ну да. Мгм. Вот. И людям хотел бы сказать, чтобы следили за своим здоровьем. Это очень важно всегда. Мгм. Ну да, как говорил Уоррен Баффет, тело вам дается один раз в жизни, и нужно его беречь.